пожалуйста, Елена Сергеевна, Доброе утро. Ольга Григорьевна. Так, это все, Елена Сергеевна, вижу. Да, добрый день. Коллеги, Ольга Григорьевна, Фируза, да, добрый день тоже. Здравствуйте. Все, тоже можно отключиться. В 12 часов мы начинаем, поэтому спасибо. Будем хорошей работы. Спасибо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мы очень рады приветствовать всех, кто к нам подключился. В прошлый раз мы встречались 15 апреля, это было практически ровно неделю назад. И нас было очень много, тех, кто пожелал профессионально встретиться, профессионально пообщаться. И многие из тех, кто хотел бы встретиться с нами, они, к сожалению, не смогли попасть в нашу вебинарную комнату. Поэтому если сейчас среди участников этого вебинара есть те, кто в прошлый раз с нами не смог быть, мы просим у вас прощения, что так получилось. И запись прошлого нашего онлайн-семинара, она есть. Если вам эта информация будет нужна, просто потом обратитесь, пожалуйста, лично к нам, и сюда можно будет все посмотреть. Поэтому сейчас мы широкую рекламу этому онлайн-семинару не давали. Мы распространили информацию только среди наших республиканских инновационных площадок, ну и совсем немножко в наших группах общих, где мы с вами встречаемся, где мы с вами общаемся. И вот я сейчас вижу, что более 300 человек присутствуют на этом онлайн-семинаре, поэтому еще раз разрешите поприветствовать всех, сказать, наверное, вам самые такие теплые слова благодарности за то, что вы интересуетесь теми процессами, которые сейчас происходят. Ну и позвольте все-таки начать наш онлайн-семинар. Спикеры, которые у нас были заявлены, я потихонечку буду вам их представлять. Вы все их знаете, но если так обобщить, то можно сказать, что спикерами являются именно руководители и члены творческих групп наших детских садов, которые являются инновационными площадками, которые являются стажировочными площадками. И поэтому те решения, которые в период с 31 марта по 20 апреля были реализованы в этих детских садах, они сейчас, наши новые детские сады, эти решения вам предложат. И еще есть ряд вопросов, которые нам тоже бы хотелось обсудить, поэтому мы попросили подключиться тех спикеров, которые были с нами в прошлый раз. Поэтому несколько моментов, которые связаны с той ситуацией, которая есть. И вы знаете, вот в промежуток с 31 марта я тоже очень много размышляла, очень много думала. То есть то, что мы с вами делаем, нужно ли это, важно ли это, как это сделать лучше. И вот позвольте просто некоторые такие выводы, резюме за эти 3 недели представить для профессионального сообщества. И вот пока я шла сегодня в институт, все-таки у нас есть такая возможность проводить онлайн-семинар в стенах института, то я думала, знаете, о чем? О том, что, может быть, все то, что мы с вами делаем, это где-то пока очень новое, но в то же время и где-то не совсем, может быть, понятное нам. Поэтому и обычно вот те моменты, о которых я сейчас буду вам говорить, они обычно даются в конце. Это как бы резюме. Но я решила сделать это в начале для того, чтобы была у вас информация для размышления. И, может быть, в конце нашей встречи мы еще вернемся к этим вопросам. Может быть, какие-то мнения, предложения у вас будут. И сразу хочу обозначить, что вот наверху есть вкладочка «Вопросы». Пожалуйста, давайте договоримся так, чтобы все спикеры тоже могли видеть и просматривать, потому что лента чата, она идет очень быстро, мы не успеваем за ней смотреть. Поэтому все ваши вопросы по содержанию выступлений, все вопросы, адресованные лично спикерам, вы можете задавать там. Я думаю, что вы обязательно с этим справитесь. Ну и, значит, те моменты, которые заставили меня лично задуматься, я думаю, что и, наверное, вы тоже об этих вещах думали, и, возможно, какие-то у вас профессиональные решения уже есть на этот счет. Естественно, что мы заявляли такой проект, как «Детский сад онлайн». И вот когда это было 31 марта, это казалось все, знаете, так очень интересным, детский сад онлайн. Но чем больше проходило время, тем больше начинали посещать мысли, что, в принципе, а что же это такое, детский сад онлайн? Это детский сад дома, то есть детский сад дома в каждой семье, когда, получается, педагогический коллектив входит в семью и предлагает какие-то свою помощь, свою поддержку. Либо это какая-то единая площадка,
где собираются все педагоги и обсуждают какие-то свои профессиональные решения. То есть что это такое детский сад онлайн? Вот над этим вопросом стоит, наверное, задуматься, потому что это не аналог системе «Моя школа онлайн», которая вот сегодня тоже Министерство просвещения будет презентовать эту платформу, куда ученики заходят, и они учатся. Это, наверное, что-то, может быть, сродни этому, может быть, абсолютно противоположное. Поэтому здесь, конечно, можно еще порассуждать. Потом второй вопрос, который тоже очень серьезно встает, для кого мы это все делаем? Если мы это делаем для семей, то, соответственно, нужно ли это семьям? Каждой ли семье нужно то, что мы с вами предлагаем? Есть ли такие семьи, которым, может быть, я сейчас скажу не очень хорошие вещи, которым не нужен детский сад? Либо они занимаются самостоятельным домашним образованием. Поэтому вот эти вопросы, они встают, но тем не менее, я думаю, что вы тоже можете обсуждать и как-то вот профессиональную позицию свою высказывать при ваших профессиональном общении. Потом смотрите, вот прямой перевод слова «онлайн». Это то, что постоянно необходимо быть на связи. Связь это может быть живая, вот как мы сейчас с вами общаемся, пусть через компьютер, через экраны. Связь может быть голосовая, то есть телефонная связь, аудио, ну неважно, чтобы человек мог слышать этот голос, ребенок или родитель, или ваш коллега. Связь может быть через написание текстов, то есть это постоянно надо быть на связи. И поэтому вот этот проект, в котором мы сейчас с вами, пока условно он так у нас называется, детский сад онлайн, в котором мы уже живем 3 недели, он ведь показал один из дефицитов, которые есть на сегодняшний день, что, в принципе, не все педагоги готовы вот на такую именно связь, то есть поддержку родителей, детей. Не все родители готовы к этому, поэтому здесь вот такие моменты, они имеют место быть. Потом на сегодняшний день, вот над чем я задумалась, над тем, что, в принципе, у нас произошла смена ориентиров. Если раньше каждое утро, каждая семья вела своего ребенка в детский сад, и, соответственно, там ребеночек находился у нас до вечера, то сейчас ориентиры, они сменились. То есть сейчас, получается, детский сад, педагоги, они начинают входить в каждую семью. Кто-то утром входит в режиме онлайн, приветствует там, через разные платформы, Zoom, Skype и так далее, да? Кто-то, может быть, какие-то задания задает детям в режиме офлайн, либо в режиме онлайн. Но в любом случае детский сад, педагоги все детского сада, они становятся вхожи в семью. То есть то, что мы очень давно, о чем мы говорили, это, в принципе, сейчас встает, вот встало оно, время так показало. Дальше. Один из моментов, над которым тоже я задумывалась, здесь вот сейчас время, оно очень сильно обозначило, я даже не знаю, как это сказать, это не дефицит, но это позиции, наверное. Это позиция открытости либо закрытости. С одной стороны, педагогов, то есть не каждый педагог на сегодняшний день готов впускать в свое личное пространство, потому что все педагоги, многие, по крайней мере, кто не работает в дежурных группах, они сейчас находятся на удаленном доступе. И мы точно в такой же ситуации находимся, то есть мы работаем удаленно на своих местах, то есть в своих квартирах, в своих домах. И не каждый педагог готов на сегодняшний день снимать видеоролики в своей домашней обстановке, вести вот такое живое общение, диалог с коллегами или с детьми именно в домашней обстановке, потому что все-таки это личное пространство человека, и не каждый хочет туда впускать. Поэтому, может быть, как-то корить педагогов, которые не идут вот на такие контакты, может быть, мы не имеем права на это делать. То же самое и с семьями. Не каждая семья готова выставлять на всеобщее обозрение те видеоролики, те фотографии, которые снимаются в их квартирах. Поэтому вот здесь такая она двусторонняя, видите, связь, она есть на сегодняшний день, поэтому тоже можно над этим подумать, можно над этим поразмышлять и, в принципе, наверное, относиться просто к этому спокойно и свободно в плане того, что всегда понимать, зачем мы это с вами делаем. И еще вот, наверное, один большой очень плюс и, с другой стороны, очень большой минус, который сейчас встал за эти 3 недели. Раньше у нас как было? Раньше было то, что каждый педагог, он работал со своей группой. Сейчас в режиме вот этой виртуальной открытости получается, что педагоги могут предлагать свое общение, свои какие-то профессиональные умения, да, свои разработки, авторские, не авторские, неважно, для большего количества детей и большего количества семей. То есть вот такой виртуальный детский сад, он открыл все границы. Вот открытость границ, она стала очень большая. Хорошо это или плохо, не могу пока сказать, потому что, в принципе, у родителей появилась возможность
возможность выбирать. Либо они будут смотреть вот эти записанные офлайн, онлайн мастерские от педагогов своего детского сада, либо они будут искать более профессиональных педагогов. Вот, к сожалению, этот момент тоже имеет место быть. И еще, вы знаете, вот просматривая, и как бы мы очень тесно с вами общаемся, потому что у нас есть своя группа на Фейсбуке, и как бы я вижу, как идет процесс в ваших детских садах, и за это огромная вам благодарность, потому что это действительно уникально, интересно. Но иногда, и просматривая другие страницы, другие сайты, и вообще находясь вот в этом профессиональном нашем поле, я понимаю, что не все педагоги, вернее, есть педагоги, которые столкнулись со сложностями. Потому что вот тот принцип, который раньше у нас действовал, что, допустим, педагог только для одной возрастной группы, да, принцип тематического разделения материала какого-то программного, вот это просто сейчас все перевернуто с ног на голову. И это не есть плохо, потому что это расширение границ профессиональных для специалистов, для педагогов. И вот опять же сегодня я шла, когда сюда к вам навстречу, то я думала над тем, что, возможно, в ближайшем будущем, или не знаю даже пока как, может быть, появится такая идея, когда сделать такую площадку, где мы бы собрали самых лучших педагогов нашей республики Коми, именно таких, знаете, вот мастеров своего дела, и предложили бы для любого родителя, который имеет доступ в интернет, именно такой вот живой формат общения с этими профессионалами. Поэтому вот о таких вопросах я думала все эти 3 недели, вот как-то небольшие такие моменты, связанные с обобщением, я хочу вам предложить. Ну и, конечно же, мы никогда не можем профессионально идти вперед, если мы не понимаем своих дефицитов. Дефициты, они есть, и они не появились сегодня, и, соответственно, не говорить о них тоже нельзя, потому что это новые, может быть, вопросы для вашего обсуждения. Возможно, для кого-то они покажутся неуместными пока, для кого-то они покажутся, на вырост, я говорю. Кто-то вообще даже не поймет, о чем идет разговор, а кто-то согласится со мной. Но, тем не менее, давайте посмотрим, вот какие нюансы сегодня у нас есть. То, что мы находимся все в режиме домашней самоизоляции, в этом есть, наверное, очень большой плюс и в то же время минус в том, что у нас колоссальное количество информации сейчас. Информация идет откуда только можно. Всевозможные сайты, всевозможные компании, фирмы и так далее открывают большинство своих ресурсов. Все театры, все музеи, все, я не знаю, там еще разные заведения, они все открывают свои ресурсы для того, чтобы мы могли ими пользоваться. Поэтому здесь вот надо задать себе вопрос, а что тогда мы можем предложить такого интересного, уникального нашим детям, нашим семьям, если сейчас выбирать можно очень много и везде, где только это возможно. Дальше. Вот та позиция, которая у нас существовала при очном, так сказать, посещении детских садов, вот эта солирующая наша педагогика, когда воспитатели всегда знали, что необходимо, воспитатели и специалисты, то есть те, кто работают в детском саду, да, всегда знали, что необходимо давать детям. Потому что так надо. Так было записано в плане, так говорит об этом программа, так вот я считаю, потому что я взрослый человек, и я считаю, что так должно быть. Это называется термин, он новый для вас, но тем не менее солирующая педагогика. Поэтому вот сейчас формат онлайн, он конечно, эту солирующую педагогику нам надо тоже менять. И поэтому вот то колоссальное количество записанных видеороликов от специалистов с различным выполнением заданий для детей, вот тоже, пожалуйста, посмотрите ценность, вообще целесообразность этих заданий, которые вы предлагаете родителям. Они нужны ли? Это каждый из вас ответит для себя сам. Нужны ли, важны ли детям? Если вы отвечаете, что да, то тогда всегда смотрите на то, чтобы обязательно была обратная связь. А как к этому можно отнестись? Вот да, я записала ролик, я записала мастерскую, я записала мастер-класс, да? Я показала, потому что так у меня записано в программе, так у меня записано в плане. Или, я так захотела. А обратная связь, вот она какая? Тут только будет иметь ценность именно обратная связь. Как это получается? Это вот такой формат офлайн. Потом, знаете, сейчас все-таки детский сад – это не школа. У нас нет с вами обязательного дошкольного образования. И наша образовательная программа, она направлена на развитие ребенка. Социально
коммуникативное, физическое, речевое развитие и так далее, и так далее. Да? Поэтому каким-то образом выполнять те планы, которые у нас есть, ну, вы тоже рассмотрите эти вопросы. Мне кажется, сейчас не такое время, которое... Сейчас все поменялось, поэтому не то время сейчас, чтобы идти исследовать по тем канонам, которые, может быть, где-то немножко устарели. Дальше. Вот тоже один из дефицитов, и он как раз связан с общением. К сожалению, у нас очень много коммуникации на сегодняшний день, и было, и есть. Коммуникация, вы видите на слайде, это обмен информацией, это какие-то указания, это какие-то директивы и так далее. То есть сделай так, даже те же самые вот ролики просматривая, давайте сделаем так, вот последовательность она показывается. Это тоже, пожалуйста, это какие-то инструкции определенные. Тогда как по этому ролику организовать общение, как организовать взаимодействие, как поддержать интерес ребенка, как поддержать инициативу, посочувствовать, может быть, какие-то переживания. Вот стихотворение сейчас очень много учат наши дети, и вы выставляете эти ролики. Опять же, а вот как ребенок относится к этому? Какую-то обратную связь дать? То есть здесь же в формате живом, может быть, вместе что-то рассказать, вместе что-то спеть. То есть вы подумайте, пожалуйста, над этими вещами. Ну и еще один дефицит, который проявился, к сожалению, очень сильно. Я не знаю, может быть, вы замечали, может быть, нет. Просматривая колоссальное количество видеороликов от педагогов всей Российской Федерации, я делаю, это мое субъективное мнение, что, конечно, нам надо всем учиться правильно говорить, грамотно строить предложения. То есть вот именно когда мы записываем такой офлайн формат. Поэтому культура общения, культура внешнего вида, культура поведения, культура той обстановки, которая вот окружает, когда вы записываете, либо когда вы ведете. Поэтому вот эти моменты, они просто немножко встали перед нами. И если мы все-таки, у нас миссия, мы педагоги с вами, миссия педагогическая, и какой-то эталон внутренней культуры, он в любом случае должен быть, то поэтому, ну, просто постарайтесь как-то на это обратить внимание. И я не говорю сейчас, обращаясь к кому-то конкретному. Это просто вот такая тенденция, которая есть на сегодняшний день. И та же самая культура общения в общении в офлайн формате, в чатах. То есть, коллеги, если вы общаетесь на своих площадках через WhatsApp, через Viber, через сайты ваших детских садов, просто давайте немножко будем выше. То есть задавайте вот именно хороший, грамотный тон общения, с хорошим правописанием, с грамматически правильной речью, да, с обращениями, уважаемый, там, дорогой и так далее, и так далее. Вот над этими вещами немножечко просто подумайте. Я понимаю, что первая волна, она ушла, она сошла. Теперь, ну, как бы вот такие моменты. Ну и, конечно, у нас очень много роликов, как дети делают что-то дома. Педагоги им задают, там есть хорошие вещи, интересные, там сочиняем, творим, все, но практически нет ничего посвященного, как дети дома играют. Вот только сейчас, уже на 3-й неделе, немножечко потихонечку начинаются вот эти интересные задумочки, как дети сами подбирают игры, как вместе они играют, как семьи играют. Поэтому подумайте, рассмотрите, и, может быть, нашим родителям необходимо дать просто возможность, как можно организовать пространство для свободной игры ребенка. Так, и, естественно, если идти дальше, вот такой новый принцип дошкольного образования, который звучит уже, наверное, с 2017 года, и он сейчас очень сильно проявляется. И немножко посмотрите, пожалуйста, тоже в этом направлении. Вот раньше мы говорили о голосе ребенка, сейчас в таком детском саду онлайн очень хорошо должен быть слышен, конечно, голос семьи. Но здесь небольшие такие моменты, то есть как проявляются голос ребенка и голос семьи, то есть что можно делать. Поэтому те инициативы семей, те замыслы, которые предлагают семьи, пожалуйста, дорогие коллеги, просто постарайтесь воплощать. Другой вопрос, если семья ничего не предлагает, но здесь надо семьи, прошу прощения, но здесь надо сразу подумать, почему так происходит. Может быть, нет контакта, может быть, нет интереса к детскому саду, авторитета у воспитателей, у детского сада. Такое тоже может быть. Поэтому просто посмотрите и подумайте, но то, что предлагают наши родители, можно поддержать и где-то даже немножечко подсказать, потому что инициативы очень хорошие, замечательные, но инициатива, вы ее поддержали, вы что-то с этим сделали, кто-то обобщил через ролики, через акции и так далее, и так далее. А что дальше? Поэтому посмотрите, пожалуйста, подумайте.
Вот. А здесь можно много говорить, но мне бы не хотелось на этом оставаться. Ну и завершая такое небольшое свое выступление, потому что дальше пойдут уже готовые решения, которые апробировались, которые попробовались, которые, ну как вам сказать, которые были интересны и нужны, и в первую очередь семьям тех детских садов, которые сейчас будут перед вами выступать. И вот я сразу прошу прощения у 20-го детского сада города Усинска. Это их фотографии за то, что я взяла здесь в самом начале. И поэтому всем тем, кто нас сейчас слушает, всем инновационным площадкам, всем нашим детским садам Республики Коми и Российской Федерации, просто вот искренняя благодарность от всех тех детей, с которыми вы работаете сейчас, в такое время, от всех тех семей. И вот здесь еще одна очень интересная такая идея. То есть наши дети, да, они очень благодарны, и если они нас любят и доверяют, то они это делают безгранично. И здесь очень такая хорошая идея, когда и педагоги тоже все вместе объединились, и они вместе благодарят детей. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы все-таки мы с вами были все вместе, без деления на возраста, на педагогов, на специалистов, то есть родители, дети и педагоги, и мы только в плане вашей поддержки, но, может, где-то навигации. Поэтому, если какие-то у вас вопросы будут, вы о чем-то будете думать, на вкладочку «Вопросы», пожалуйста, заходите, пишите, и я обязательно на них отвечу. Поэтому сейчас мне бы хотелось передать слово человеку. Лена Евгеньевна, выйдите, пожалуйста, на связь, да, чтобы я вас увидела обязательно. Лена Евгеньевна Карагульна, пожалуйста, включитесь. Здравствуйте. Да, спасибо вам большое. Лена Евгеньевна, да. Ну, я сначала, наверное, немножко представлю, да, Лена Евгеньевна, пожалуйста, потому что мы вас вспоминали в прошлый раз, нам вас очень не хватало. Потому что, честно вам скажу, дорогие коллеги, Елена Евгеньевна была одним из первых людей, к которым лично я обратилась и попросила о том, чтобы мы что-то могли интересное предложить для семей всех. То есть всех, кому это будет интересно. И Елена Евгеньевна, она поддержала эту идею, поэтому, Лена Евгеньевна, огромное, колоссальное вам спасибо. И я думаю, что все сейчас вы сами нам расскажете, потому что тот опыт, который имеете вы, он действительно, Елена Евгеньевна, уникальный опыт. Поэтому мы вас благодарим, и вот за эти 3 недели, с 7 или с какого апреля, с 6 мы начали, да, фактически 3-я неделя уже подходит к концу, такого колоссального количества приятных, положительных эмоций у детей, родителей и у профессионального сообщества, ну, наверное, это дорогого стоит. Поэтому, Лена Евгеньевна, пожалуйста, начинайте, мы вас внимательно очень слушаем. Да, уважаемые коллеги, здравствуйте, очень приятно вас видеть, очень приятно вас слышать. Итак, значит, ну, идея возникновения вот таких вот онлайн-мастерских, она возникла до режима самоизоляции. Это был еще у нас режим повышенной готовности. И в тот момент, когда у нас сорвалась поездка в ИНТУ, вот на стажировочную площадку у нас должны были быть, да, вот сорвалась, и тогда Татьяна Валерьяновна озвучила, хорошо бы вот такие бы запустить онлайн-мастерские. Вот я задумалась, но тогда еще время не подошло. А время подошло тогда, когда у нас уже самоизоляция началась, и в первые дни, когда было очень тяжело, когда было очень непонятно, когда было страшно, потому что непонятно было, что дальше-то будет, да, вот, и я видела, что, ну, всем тяжело, и мне хотелось каким-то образом помочь, да. И были мысли разные, значит, как я могу себя реализовать как человека, и были мысли даже такие, что я хотела пойти волонтером работать, даже, честно могу сказать, хотела пойти санитаркой, или, ну, санитаркой в больницу, но решила, что я буду заниматься тем, ну, что у меня более-менее хорошо получается. Вот. И тогда возникла идея вот таких вот онлайн-мастерских. Онлайн-мастерские, ну, тогда, значит, я подключила программистов, помогали мне администратор сайта, и появилась площадка, это мой сайт, с которого началась трансляция моих мастерских. Значит, я подключила 3 источника, это у меня был ноутбук, планшет и телефон. И 3 источника, 3 платформы для того, чтобы было больше количество людей, было больше подключений, была больше возможность у людей подключиться и выбрать тот формат, который им нравится. Значит, это площадка Zoom, это площадка Skype и Twitch.
Ну, у каждой площадки есть свои плюсы, свои минусы. Остановились больше всего подключений, конечно, было через Zoom, но через Twitch мне тоже очень помогает, потому что Twitch очень хорошая тоже платформа. Единственное, что я людей не вижу, они только мне могут писать в чат. Затем стала продумывать расписание. Вот, и продумать тематику, но вышло как такой вот щелчок у меня был тогда, когда, значит, ну, все это случилось за несколько дней, буквально за один день я себе шила вот такой вот костюм, и это было, наверное, преодоление моего такого страха, выхода в открытый космос, и вот в таком костюме я вышла в эфир первый раз, да. Почему такой костюм? Потому что работаю я с детьми и с родителями на кухне, и очень много у нас не только таких вот декоративно-прикладных поделок мы делаем, но и мы делаем также, занимаемся съедобной тестопластикой, съедобными вещами, и поэтому кулинарными вещами, кулинарными какими-то такими изысками, такими вот интересными рецептами мы делимся. Вот поэтому вот такой вот костюм кондитера. Ну и поскольку я очень люблю заниматься пряниками. Вот. Продумала расписание, и, в принципе, работа началась не 3 недели, да, уже, наверное, больше, уже 4-я неделя, потому что раньше немножко я вышла, там пробовали мы материал, смотрели, вот. И, конечно, у таких онлайн-мастерских есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, самый большой плюс – это, конечно, возможность живого общения, да, то есть я вижу своих детей. Я вижу не только своих детей, я вижу детей других садов города, да, даже выходил город Усинск у нас на связь, молодцы. Вот. Я вижу охват, разный возраст идет детей, да, идут семьи, братья, сестры, они подключаются. Затем я вижу при таком общении онлайн, я вижу возможность, я могу им как-то помочь. Если у них какие-то вопросы, они сразу же подключаются, сразу же мы взаимодействуем, они задают вопросы, я помогаю им ответить. Ну, поскольку вот такой вот режим постоянно заставляет меня искать какие-то новые идеи и новые подходы из того, что есть близко, под рукой, из того, что есть в каждой семье. То есть не надо искать сложные материалы, а надо делать из того, что есть у тебя под рукой. Количество положительных отзывов за это время было очень большое. Очень приятно, конечно. Вот эти все отзывы, отклики, фотографии, какие-то интересные придумки у родителей, находки, самые неожиданные. Вот буквально сейчас тоже прислали мне, мы делали обертонную флейту, да, а ребенок сделал гранату. Ну, то есть, в общем, такие вот выход, то есть сразу же на ходу. Так, очень сближает, такой формат очень сближает. И вот когда мне говорят, вот рассказывают люди, что когда видят меня, то сближает и помогает пережить вот такое вот, я скажу, непростое время, в котором нам довелось оказаться. Но как положительные, есть, конечно, и отрицательные моменты. Какие отрицательные моменты? Нехватка материала. То есть не у каждой семьи есть тот материал, который бы мне, может быть, хотелось бы, да, им предложить. И поэтому я исхожу из того, что есть у каждого на кухне. Так, технические помехи нам, конечно, очень мешают. Разная скорость интернета, разные помехи. И получается, что, например, дети иногда расстраиваются, когда они что-то не слышат, где-то зависает, да, связь, особенно если на даче находятся люди. Так, не все, очень большая сейчас нагрузка на интернет, дистанционное обучение у всех, да, и у некоторых членов семьи они буквально компьютер на разрыв. Поэтому не все могут войти в то время, которое предлагаю я. И это меня сподвигло записывать, конечно, все мастер-классы, записывать то есть делать запись и потом выставлять эту запись, ну, то есть на каких-то источниках, в соцсетях и на сайте в том числе.
Вот. Также стала я записывать обучающее видео, да. Оно может быть, может быть, некоторые скажут, такого обучающего видео много в интернете, да, но здесь дело в том, что ребенок видит, ребенок, если привык, например, к моей речи, да, к моему там какому-то ну, там, моему стилю работы, ему, наверное, будет, как сказать, легче воспринимать значит, мой подход, да, нежели то, что предлагается в интернете. Поэтому я записываю обучающие видео и тоже их выставляю. Так, ну вот такие вот онлайн-занятия, они требуют большей подготовки, я вам хочу сказать, чем обыкновенные мероприятия с детьми. То есть это нужно обязательно продумывать все, обязательно продумывать все до мелочей, чтобы было все под рукой, чтобы в какой-то момент, ну всякое, конечно, бывает, что и, конечно, я забываю, но чаще всего, что нужно все это, конечно, спланировать, положить перед собой, перед глазами, чтобы я это видела. Хорошо бы, если были бы образцы, да, вот как бы, когда в другой момент бы я бы не пользовалась образцами, здесь мне образцы очень сильно выручают. Так, ну и, конечно, от того, что нехватка материала, поэтому выбор темы идет, да, то есть какую тему продумать, и так, чтобы эта тема была интересна для семьи. Вот. Ну, у нас были разные, значит, разные подходы, разные темы, то есть, да, разная тематика. Значит, вот мы делали разных птичек, так, это у нас вкусная тистопластика. Здесь мы вспоминали про народные традиции, да, делали чебачань, вот такой вот из ржаной, да, ну вот тоже вот родители, они, получается, что родители, если, например, не было ржаной муки, да, то родители делали из пшеничной муки. Ну, в принципе, тоже получилось. Вот. Хорошие отклики наши. Вот, мы делали такой пальчиковый театр, тоже из соленого теста, и получили замечательные игрушки. Очень много таких игрушек у меня получилось. И потом эти игрушки я с удовольствием подарила участникам, значит, участникам моих онлайн. Вот как раз отзывы пошли, да. Вот отзывы, это скриншоты из соцсетей, как люди выражают, ну, свое, как бы это самое, свое отношение к тем занятиям, которые проходят у меня. Так, ну вот космос, вот такие вот, таких птичек. Ну, темы, конечно, исходили из праздников. Космическая, День космонавтики, Пасха, пасхальные праздники, делали поделки пасхальные всевозможные. Это и для декора делали, и мы делали замечательное пасхальное печенье, сырное печенье делали апельсиновое печенье мы делали, да, всевозможные. Вот такие вот, посмотрите, здесь с элементами космического пространства. Печенье космическое у нас получилось. Все очень вкусное. Вот это печенье было апельсиновое. Вот, вот как раз ребенок сделал апельсиновое печенье. Вот на ладошках, ну вот тоже вот апельсиновое печенье здесь представлено. И, конечно, большая тема такая была, очень интересна, это съедобные настольные игры. Были предложены очень много идей, здесь не все идеи вот этих настольных игр, да, вот, например, настольные шашки из печенюшек, настольные пазлы, это все съедобное, это все потом применяется по назначению. Вот такая вот интересный такой лабиринт, да, это уже пошли раскраски, пряничные раскраски. Здесь и вот так вот сейчас, там и палитра тоже съедобная. Вот такое вот домино тоже, да, домино пряничное. Рисование, нетрадиционное рисование. То есть как рисование, как и гуашевыми красками, и всеми красками, которыми мы пользуемся, да, то и рисование, конечно, очень красивое получилось. Это сыпучие материалы. Здесь с элементами песочной анимации было. Родители не только подключились, да, они еще и придумали замечательные мультфильмы, целые истории космические получились, вот с такими с крупами. Здесь крупы самые разнообразные. Вот отзывы о работе онлайн-занятий. Вот какие отзывы. Они у меня есть на сайте. Можно посмотреть, почитать.
Вот. И, конечно же, ну вот, что я хочу сказать, что очень, да, вот такие вот подарки получили все те, кто тоже, значит, участвовал в челлендже, который я запускала, и, конечно, в онлайн-занятиях. В онлайн-занятиях получали подарки, вот как раз получение подарков, и вот такие вот замечательные пряники. Пряники в условиях самоизоляции. Так, ну вот что я хотела еще сказать. Я хотела сказать, что, конечно, все это мне очень нравится, вот такие занятия, они очень стимулируют, они когда обогащают мой опыт, я с этим еще не сталкивалась. Вот каждое занятие – это какой-то действительно маленький выход в открытый космос, в люди, да, вот, и общение, ну, в общем, заставляет двигаться вперед, вот, активизироваться, да, и заставляет поддерживать себя в тонусе. Так, ну у меня все. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста. Евгения, вопросы. Давайте немножко... Пожалуйста, жду вопросы. Может быть, какие-то вопросы. Так, что-то со звуком. Нет. Елена Евгеньевна, Ага, вы слышите меня, да. да? Слышите? Да, слышу, конечно, Елена да. Евгеньевна, давайте еще раз немножечко как бы поясним, потому что вы хорошо знаете, я хорошо знаю, кто с вами близко тоже общается, был на мастерских, знает. Для всех остальных, значит, немножко вот технологию, то есть как идет последовательность, расскажите, то есть вы размещаете расписание, вот немножко об этом расскажите. Сколько Да, длится значит, это все? да, значит, как это все происходит? То есть мы выбрали сайт, очень удобно. Значит, должен быть какая-то площадка. В данном случае это площадка моего сайта. Сайт karagulina.rf. Он хорошо находится, он запускается очень быстро. Там расположено 3 кнопки. Вот как раз люди заходят. Мне не надо дополнительно делать какие-то рассылки, ссылки, какие-то коды отправлять. Вся эта техническая часть, она уже запущена на сайте. То есть человек заходит, нажимает на кнопку и автоматически попадает в некое пространство, то есть он попадает на мою кухню. И дальше уже идет трансляция занятий. Но прежде чем вот подключиться к нам, он может подключиться, он может просто посмотреть. Но чтобы взаимодействовать и чтобы что-то делать, ему необходимы, естественно, какие-то материалы. И вот чтобы узнать, какие материалы нужны, и вообще узнать расписание, во сколько, чего, как, это все есть на сайте, в соцсетях, в каждой группе, ну не в каждой группе, я работаю с несколькими группами своего детского сада, да, вот, ну, коллеги-воспитатели тоже знают, доводят до сведения, поэтому все знают, что место, оно у нас не меняется. Место – это karagulina.rf сайт, а время – 12 часов по Москве. Но время может измениться. Да? Вот, например, как говорится, место встречи изменить нельзя, а время встречи, оно может измениться. Вот сегодня, например, выход был в 10:30. Занятие сегодня было, оно было в 10:30, вместо 12 часов. Я подготовлю расписание. Каждый день у меня прописывается тема, какие материалы я предлагаю, ну, приготовить, да, к этому мероприятию. Вот, и, ну, все, вот дальше люди подключаются. Вот, например, на этой неделе у меня таких вот кулинарных тем нет. Вот прошлая неделя были кулинарные темы, да, а вот на этой неделе у меня почему-то вот так вот сложилось, что у меня музыкальные темы. У нас на этой неделе музыкальная мастерская по изготовлению музыкальных инструментов. Вот сегодня мы как раз изготавливали рейнстик, да, только мы делали его уже не из трубки борщевика, а делали из простой трубочки, из фольги. Вот трубочка от фольги. Ну вот ребенок сделал гранату. Ну тоже хорошо. Граната, если граната будет музыкальная, почему бы и нет. Вот. Ну вот Значит, такие вот. Елена Евгеньевна, смотрите, давайте еще раз уточним. Значит, где-то вот, ну, в конце недели каждый вы размещаете расписание на своем сайте на предстоящую неделю. Да, Где на все предстоящую неделю. прописываете, да? Все прописываю, у меня да. к вам вопрос. Как вы определяете темы? Откуда вы их берете? Значит, темы, во-первых, ну, я
придерживаюсь праздников, да, вот Мгм. космос, понятно, что он нам задает космос, да, Пасха, да, но вот эта неделя, почему-то она у меня зашла вот именно с музыкальной точки зрения, вот как-то музыка, ну, здесь какие у нас, значит, у меня были, значит, вот музыкальные инструменты, делали настольный театр, мы делали Машу и Медведя, да, вот Мгм. персонажи к этой сказке. Вот. Завтра мы будем выращивать из овса, то есть строить домик, конструирование из хозяйственных губок и посев овса. Ну, то есть вот чтобы у нас такой, знаете, был маленький парничок, хочется весны, вот, и как бы хочется, чтобы весна наконец-то пришла в наш дом, да, Мгм. и ускорить процесс создания вот такого строительства из губок домика и посев овса. Значит, все темы исходят из того, что есть под рукой у родителей, да, вот как бы тоже тематика задается, тот материал, который им доступен. Сейчас не все могут выйти. Я не могу им предложить там какой-нибудь изысканный материал. Мне нужно посмотреть, что у них есть на кухне. Мгм. А на кухне у них что есть? Ну, чаще всего что такое? Вот мука, соль, да, вот такие вот предметы. Ну, краски сейчас тоже можно купить, да, в Магнит Косметик работает, но так стараюсь, вот чтобы то, что у них есть. Вот хозяйственные губки, например, у них есть. Мгм. Вот. Ну, вот такая вот тематика. Хорошо, спасибо, Лена Евгеньевна. Тут очень много слов благодарности там в чате, потом посмотрите, почитаете. Вот вопросы, вкладочку еще посмотрите сейчас, пожалуйста, а я пока немножечко это время сейчас займу. Пока Хорошо. посмотрите, потому что там есть вопросы к вам адресованы. Уважаемые коллеги, но еще немножко комментариев по поводу Елены Евгеньевны и ее мастерских. Конечно, там суть, она очень простая, что все семьи, они собираются, они вместе что-то делают. И обратную связь, как они дают, вы прекрасно видите. Это может быть сразу в режиме реального времени, потому что Елена Евгеньевна видит всех, и она может как-то отследить, и, соответственно, уже такой постфактум. И еще мы попробовали с Еленой Евгеньевной обучающие вещи. То есть когда не семья собирается для того, чтобы делать какие-то вкусные, интересные, красивые вещи для себя, да, съедобные, несъедобные, для игры, для своего праздника, а именно обучающие мастерские для наших педагогов, которые работают с самыми маленькими детьми. Потому что Лена Евгеньевна, она работает у нас в детском саду, которая апробирует новую программу «Теремок». И, соответственно, вот мы тоже бы хотели помочь тем воспитателям, которые работают по этой программе, поэтому такие обучающие мастерские тоже Лена Евгеньевна у нас вела, и тоже в таком же формате, когда она могла видеть каждого педагога. И мне кажется, вот знаете, за онлайн-мастерскими это, в принципе, наверное, ну, я не скажу, что будущее, но это совсем-совсем недалекий наш день. Поэтому если кто к этому готов, именно к онлайн-формату, я думаю, что вы всегда сможете найти время, возможности, желание для того, чтобы пообщаться с Еленой Евгеньевной. Поэтому, Елена Евгеньевна, я знаю, что вы меня сейчас слышите. Огромное вам спасибо. Я думаю, что вместе мы сделаем еще очень много интересных вещей и воплотим очень много интересных идей. Если готовы ответить на вопросы, Елена Евгеньевна, пожалуйста, выйдите снова в эфир, ответьте на них, и мы будем продолжать дальше. Если есть там вопросы для вас. Елена Евгеньевна, пожалуйста. Если есть, Хожу. включите Итак, снова. да, значит, я вот просматривала вопросы, да, ну вот вопросы какие? Значит, как я доставляла подарки? Доставляла подарки, ну, в пределах, вот Усинску я подарки пока не доставила. Ну, я жду, когда приедет Елена Сергеевна Боровченко, мы тогда, значит, когда самоизоляция закончится. А так в пределах города очень просто доставка. Доставка, Яндекс.Такси, вот, и как раз перед Пасхой получили подарки. Ну, вот сейчас по итогам подарки являются активизацией, значит, ну, детей надо тоже активизировать немножечко, да, поэтому мне, во-первых, хотелось не то, что там прям, мне очень хотелось сделать что-то такое приятное людям, вот, и поэтому я приготовила вот такие подарки. Потом, причем подарки все рукотворные, покупать я сейчас никак не могу, я не могу никак выйти. То, что я делаю своими руками, я с удовольствием дарю. Вот эти игры, игрушки, прянички, да, вот такие вот подарки. Ну, детям очень нравится. Детям нравится, и я чувствую, что вот они, значит, они, ну, в общем, подключаются. Вот, подключаются. И даже я хотела сказать, что видео, да, видео есть. Спрашивают про видео, как можно посмотреть видео. Видео можно посмотреть в данном сейчас пока ВКонтакте. После каждого занятия выставляю видео.
И видео еще будет медиатека на сайте, но чуть попозже, пока не открыли кнопочку. Как только кнопочку откроем, значит, у нас сразу же будет медиатека. Так, большое спасибо за прекрасные отзывы, очень приятно. Так, да, задания с крупой, да, хорошие были, интересно и доступно. И причем, ну вот, как бы получилось у всех. Вот я посмотрели материалы, потом присылали. Хочу сказать, что даже не все, вот Татьяна Валерьяна хорошо сказала, что не все включаются, да, некоторые родители стесняются, не готовы быть открытыми, да, но они за мной подглядывают инкогнито. Вот, такие семьи тоже есть. И потом они выставляют уже готовые фотографии, готовые работы уже после занятия. Но, например, смотрят, я их не вижу, да, они за этим наблюдают, а потом выставляют. Тоже очень интересно, для меня очень неожиданно бывает. Вот. Ну, вот, наверное, все. Пока вот я не знаю, там какие-то, может быть, еще вопросы будут. Пока вот на вопросы такие вот, все, что я увидела, я ответила. Спасибо огромное, Елена Евгеньевна. Замечательный, конечно, вы наш мастер, такой очень уникальный, интересный. И что вот всегда вообще меня просто, наверное, потрясало, это та щедрость душевная, которой вы делитесь, и те творческие идеи, которых колоссальное количество. Поэтому очень здорово, что у нас есть вы, у детей, у родителей, у педагогов. Сейчас мы переходим, коллеги, уважаемые, дальше. Следующий кейс от детского сада номер 69 города Ухты, если я не ошибаюсь, последовательность, коллеги, наши спикеры. По-моему, сейчас у нас вступает Ухта или вступает 7-й детский сад. Кто-нибудь, пожалуйста, откликнитесь. Или 7-й детский сад Усинска у нас сейчас, да? Мы с вами договаривались. Ольга Григорьевна, Фируза. Вы же сейчас, да, у нас идете? Да-да-да. Здравствуйте. Ольга Григорьевна, да-да-да, сейчас прошу прощения, да, 7-й детский сад Усинска, это тоже наша, загрузите, пожалуйста, презентацию, коллеги, да, свою презентацию можете открывать уже, да. Немножечко тоже представлю, уважаемые коллеги, участники семинара. Этот детский сад является федеральной инновационной площадкой по апробации программы «Теремок», то есть для детей совсем маленьких, от 2 месяцев до 3 лет, но безусловно, что в детском саду, кроме детей раннего возраста, есть еще дети дошкольного возраста, и поэтому очень много инициатив в этом детском саду было. Я с удовольствием представляю слово нашим коллегам, 2 старшим воспитателям этого детского сада, Ольге Григорьевне и Фирузе с очень красивым отчеством, но, к сожалению, я никак не могу его запомнить. Поэтому прошу прощения. Так что, коллеги, начинайте. Удачи. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, участники семинара. Мы рады поделиться своими воплотившимися идеями по взаимодействию с воспитанниками и родителями в период самоизоляции. Для нас, как и для многих других, эта ситуация стала неожиданной. Мы были, можно сказать, не готовы и предполагали недолгосрочный характер данного периода. Но, объединившись в команду, педагоги и родители, мы стали думать, как организовать будние дни наших воспитанников, дошколят, и сделать их насыщенными и интересными. Итак, с чего же мы начали? С помощью групповых чатов в мессенджерах и социальных сетях нам удалось привлечь большое количество семей для активного взаимодействия. И одним из первых шагов стало участие нашей команды во всероссийской акции «Сидим дома». Но к этому слогану мы добавили еще «Живем дома». Не просто сидим дома, а живем дома активной, насыщенной, увлекательной жизнью. И так участники стали делиться с нами фотографиями любимых занятий, хобби, увлечений, которые оказались очень разнообразными и стали основой для многих наших мероприятий. Например, проект цветов, организованный в рамках параллели средней группы, объединил юных цветоводов.
В течение всей недели педагоги, родители, воспитанники делились фотографиями и видеозарисовками о том, как создавались огороды на окне. Ребята увлеченно рассказывали стихотворения о цветах, мастерили творческие поделки в рамках данного проекта. Ну и делились, конечно же, с нами. Увидев разнообразие фотографий, танцевальных номеров, которыми делились наши дошколята, возникла идея провести дистанционный фестиваль «Минута славы» в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Здесь мы постарались учесть уже весь спектр увлечений и умений детей и предложили родителям и воспитанникам прислать фотографии и видео с детскими творческими работами, исполнением танцев и песен. И вы знаете, мы с удовольствием наблюдаем, как пополняется наша копилка детских работ, и они все такие разные, как драгоценные камушки, не похожие, и еще раз напоминают нам, что насколько наши ребята талантливые и неординарные личности. Накануне Дня здоровья был проведен флешмоб «Быть здоровыми хотим». Он был предложен воспитанницей подготовительной группы номер 11 Рианой, которую поддержали и педагоги, и другие воспитанники. И получилась такая своеобразная рекламная акция с призывом продолжать вести дома активный образ жизни, заниматься спортом, несмотря ни на что. И сейчас я хочу продемонстрировать небольшой видеоролик, как раз-таки Рианы, который у нас получилось. Так. Вот. Запускаем. Спорт – это здоровье, спорт – это успех, спорт – это круто, спорт – это для всех. Это круто, спорт – это для всех. Спорт – это здоровье, спорт – это успех, спортом дома. Так, занимайтесь спортом дома. Так. Вот такая небольшая реклама с призывом «Давайте же заниматься спортом дома». Ко дню Международному дню детской книги ребята подготовительной группы прислали фотографии своих любимых книг. И так была организована виртуальная выставка домашней библиотеки, где ребята с удовольствием предлагали свои любимые произведения, книги, читали и рассказывали свои любимые стихотворения, произведения пересказывали. Также рассказывали, почему именно это произведение им понравилось. В рамках Дня космонавтики был организован выставка творческих работ, идея которого была предложена воспитанницей средней группы Ульяной. Она поделилась с нами фотографией инсталляции, вы видите на экране. И многим ребятам это понравилось, и они поддержали, и тоже стали присылать нам фотографии, кто на что гораздо. В общем, ракета из бросового материала, кто построил, кто соорудил из снега у себя на участке на даче. И получилась такая содержательная и неповторимая творческая галерея. Тема космоса была отражена и в приготовлении блюд, семейных поздравительных танцах, с которыми нами поделились. Так, нам было интересно, во что же играют наши воспитанники и чем они живут. Поэтому возникла мысль провести своего рода флешмоб «Играем дома», который заключается в том, чтобы старшее поколение в лице родителей учит своих чад играм из своего детства. Многие подхватили эту идею и опубликовали в
фото и видеоролики, где они показывают и объясняют ту или иную игру. Таким образом, у нас получилась домашняя игротека, которая продолжает пополняться новыми видео и фотоматериалами. Несколько слов о том, как пришла идея провести онлайн-мероприятие с детьми. Не секрет, что детки старшего и подготовительного возраста уже активно пользуются гаджетами, телефонами и умеют достаточно ловко применять по назначению мессенджеры, поэтому они стали присылать своим педагогам голосовые обращения, видеообращения, где они рассказывают, что скучают по детскому саду, по своим друзьям, как бы хотелось бы увидеться, поскорее бы закончился этот карантин. Поэтому педагоги стали думать, как организовать детское общение, не выходя из комнаты. Творческий педагог Светлана Владимировна Короткая, вдохновившись идеей онлайн-мастерской Елены Евгеньевны Карагулиной, предложила такой формат взаимодействия своим родителям и ребятам. И вот уже в течение 2 недель наши воспитанники средней группы под руководством Светланы Владимировны активно делятся, активно общаются вот в рамках площадки скайпа и заодно обучаются в творческой мастерской у Светланы Владимировны. То они рисовали на пене для бритья, то они конструировали корзинку пасхальную или же осваивали рисование методом набрызга и штампиками. Данную идею подхватила также наш педагог Данова Лилия Талгатовна и запустила серию онлайн-мероприятий «Веселый английский», где каждый дошкольник вместе с педагогом отправляются в виртуальные путешествия и заодно вспоминают ранее разученные считалки, песенки, стихотворения. Также хочется, уважаемые коллеги, уделить внимание организации взаимодействия с родителями и воспитанниками групп раннего возраста. А об этом нам расскажет уже наша коллега Фируза Махмадалиевна. Пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, когда мы работали в штатном режиме, воспитатели и родители активно реализовывали нашу программу «Теремок». И было отрадно видеть, что даже в режиме самоизоляции эта работа, эта деятельность не прекращалась. Но у родителей возникали вопросы, как же, что же. Было очень много вопросов, и мы решили организовать онлайн-встречу с ними. Там у нас была возможность поделиться мнениями, впечатлениями о том, что же происходит, как нам быть с этой ситуацией, с чего начать. Родители были удивлены, насколько разнообразной может быть деятельность на кухне, что очень много всего можно придумать с простыми, на первый взгляд, предметами. Например, даже обычная губка, отрезок ткани или соленое тесто может позволить дать волю фантазии и бурной деятельности. Так возникла серия игр «Чудеса на кухне». Вот они. В результате родители организовали в домашних условиях целую игровую мастерскую с предметами-амплификаторами. Организовали даже домашнюю рыбалку. С этим видео мы хотим с вами поделиться. Как же у нас организовалась рыбалка наша? Так. Паша пришел на рыбалку. Да? Паша ловит рыбку. Рыбка, рыбка. Поймай рыбку. Паша пришел на рыбалку. Да? Паша ловит рыбку. Рыбка, рыбка. Ведро мы Поймай складываем. Давай. Так. Камешек. Теперь лови рыбку. Рыбку лови. На первый взгляд это очень просто для взрослого, но для ребенка это очень полезно. Развивает координацию движений. Поймал. Рыбку лови. Интересно. Ловись, рыбка большая, Ведрышко складываем. прибольшая. Сейчас пойдем жарить. Опа, опа. Ну, Жарить. ой, поймал. Ура! Вот Ловись, так. рыбка.
Ведрышко складываем, сейчас пойдем маленькая. жарить. Где у нас рыбка? Вот Жарить. самую дальнюю. Вот таким образом у нас получилась замечательная рыбалка на дому. Что еще хотим сказать, уважаемые коллеги? После рыбалки, после чудес на кухне у нас зародилась идея поиграть со снегом. Почему? Потому что в общих чатах, в общении с родителями, родители говорили воспитателям, что дети высказывают недовольство и сожаление, что снег тает, и они уже в этом году не успеют поиграть со снегом. И некоторые семьи принесли снег прямо домой, чем доставили большую радость для своих деток. Еще бы, ведь дети смогли слепить самого настоящего снеговика. Хотим показать, поделиться с вами видео, как это происходило. Так, минуточку. Здесь огромную радость, как нам показалось, еще и получил даже папа от этой совместной деятельности. Так, возвращаемся к нашей презентации. И вот, игры со снегом получились замечательно. Дети получили огромную радость. Хочется пару слов сказать о наших педагогах. Несмотря на введенный режим самоизоляции, общение с коллективом у нас не прекращается ни на один день. Обмен идеями и новыми формами работы с коллективом происходит через Skype и, в общем, в чате Viber. Педагоги с удовольствием делятся своими интересами, увлечениями, делятся впечатлениями и мыслями о тех книгах, которые они прочитали, с которыми познакомились, до которых у них не доходили руки при работе в штатном режиме. Мы, конечно, понимаем, что работа в таком режиме продолжится еще некоторое время, и мы готовы поддержать инициативу родителей, педагогов и коллег других детских садов. Вот буквально сегодня к нам мы получили видеоролик с зажигательным задорным танцем от нашей воспитанницы Жени, которая предложила танцевальный марафон. Что же он собой представляет? Давайте мы с вами посмотрим видео. Мы подхватили эту идею и хотим продолжить наш марафон. И ждем от других участников этого марафона активности. Ага. Это Женя со своей сестрой. Они уже посещают занятия по хореографии, поэтому очень любят танцевать и предложили такую интересную идею. И как в прошлый раз наш коллега Елена Сергеевна сказала, что танец – это очень такой легкий способ снять напряжение, поэтому мы с радостью поддержим эту идею Женечки. Итак, на сегодняшний день от родителей подготовительной группы нам поступило предложение организовать мастер-класс по экспериментированию. Мы над этим думаем. Также родители, очень многие, которые находятся дома, которые воспитывают детей, которые на данный момент не посещают детский сад, обращаются к нам с просьбой организовать онлайн-общение с нашими специалистами, с педагогом, психологом, с учителем, логопедом в рамках консультативного пункта. Все материалы, которые мы сейчас описали, находятся у нас на сайте ВКонтакте. Со всеми материалами вы сможете ознакомиться. Спасибо за внимание. Будем рады ответить на ваши вопросы. Татьяна Валерьяновна.
Да, спасибо, уважаемые дорогие коллеги, очень интересная идея. И потом, знаете, вот в конце нашего общения можно еще раз посмотреть один день из жизни малышей. Там столько было вкусных идей у вас, вы показали только снег. Да, конечно. Там еще гамак есть, там еще разные. Потом включим еще этот ролик, хорошо? Да. Знаете, вот пока вы выступали, и, по-моему, даже Лена Евгеньевна пока выступала, был вопрос о том, как вы размещаете фотографии детей на сайте ВКонтакте. Вы, пожалуйста, ответьте. Там вопрос был во вкладочке «Вопросы», что как вы спрашиваете согласие, как вы это делаете. Ответьте, пожалуйста. Мы размещаем, мы, например, если мы пишем только имя, например, Маша, Женя. Естественно, мы не распространяем персональные данные. Свои призывы. Вообще у нас есть группа для педагогов отдельная, где мы с ними делимся идеями, а потом получаем обратную связь, которую им предложили родители, им, ну, то есть у них тоже свои группы есть, группа. Вот. Вот так получается у нас взаимообмен. То есть мы предлагаем педагогам, педагоги предлагают нам, родители предлагают педагогам, педагоги опять же нам. То есть у нас такой взаимообмен получается между группами. И потом у нас группа ВКонтакте тоже официальная, и она доступна для комментариев, для добавлений предложений в новостную ленту. Вот таким образом у нас получается общение, взаимодействие, обмен фотографиями, видеороликами. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, потом посмотрите, там еще во вкладочке «Вопросы», может быть, сориентируйтесь еще раз. Большое тоже вам спасибо за выступление, за ваши идеи. Пусть они обязательно у вас воплощаются, потому что идей очень много. И, наверное, давайте посмотрим еще раз, да, этот ролик с самого начала, хорошо? Он такой добрый, весь хороший. Да. Минуточку. Хочется несколько слов сказать про дома. До того, как мы ушли на режим самоизоляции, мы с родителями работали над этим и хотели организовать группы. Так как у нас получилось так, как получилось, да. И поэтому родители решили не отказываться от этой идеи и попробовать реализовать ее дома. Поэтому у нас получились такие замечательные гамаки. Интересно. У меня, знаете, коллеги, вот какой вопрос. Получается, родители присылают вам маленькие зарисовочки от своих детей, а потом кто вот это делает? Монтирует, допустим, вот ролик «Один день из жизни малышей». Это кто делает? Мы вместе делаем, все дружно, да, в команде. Педагоги, получается, делают. И потом вы размещаете этот ролик где? На сайте, на странице, да, на своей? Да, ВКонтакте и Facebook тоже выкладываем
как вы знаете, да. То есть любой родитель может взять, посмотреть и... Да, конечно. У нас все это получается дружно. То родители присылают уже готовые видеоролики, у кого свободное время, мы фотографии вот делаем, цельный фильм, или я, или Фируза Махмадалиевна. Ну вот так получается, как-то дружно. Ну, молодцы, молодцы. Хорошо, замечательно, весело, так позитивно, знаете, так правда по-доброму, поэтому пусть у вас эта атмосфера сохранится, пусть все те идеи, которые ваши детки подскажут, вы их тихонечко внедряете, может быть, что-то даже где-то предлагая еще более интересное. Посмотрим, да? Поэтому спасибо вам, коллеги, огромное. Теперь мы от вас перекидываем мостик к следующим нашим теремковцам в город Ухта, да? 69 сад, да. Сейчас дальше у нас ухтинцы, поэтому вы можете отключиться, если вам удобно, да. Ольга Владимировна Дрига, мы к вас, к сожалению, да, только вот увидим, ну, мы понимаем, что вы здесь находитесь, видим вас, видим вашу презентацию. Поэтому, уважаемые коллеги, сначала, прежде чем Ольга Владимировна начнет говорить, мы ее пока не сможем увидеть, технические возможности они не дают нам это сделать. Вот, поэтому хочу представить. Это у нас тоже детский сад города Ухты, тоже федеральная инновационная площадка именно по апробации программы для детей раннего возраста, программы «Теремок». В Ухте у нас 2 таких детских сада, поэтому я думаю, что они вместе общаются и в любом случае какие-то идеи приносят. Ольга Владимировна у нас старший воспитатель, руководитель творческой группы, и я думаю, что она сейчас расскажет вам о тех своих интересных очень идеях, которые у них были воплощены в детском саду, и, насколько я понимаю, там вот лидирующие такие позиции заняла именно Ольга Владимировна. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Ольга Владимировна, поэтому вам слово, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Слышно, да? Да, все в порядке, я выключаюсь. Ага. Я вот присутствую и на прошлой встрече, и на этой встрече, и, конечно, прям вот завидую и удивляюсь, какие все девочки вы молодцы, что из единичной инициативы родителей сумели создать такое движение, вот услышать действительно голос каждого. У нас все обстоит немножко иначе, но, может быть, это тоже неплохо. Я остановлюсь именно на нашей площадке на раннем возрасте, хотя у нас есть много и дошкольных групп, но остановимся все-таки на малышах. В раннем возрасте инициатива все-таки больше исходит от взрослого. У нас таких групп раннего возраста 3, там 70 детей, это, следовательно, более 100 у нас родителей. Поэтому я пошла другим путем и предложила педагогам записывать развивающие игры, мини-занятия с детьми и для детей, сказки, просмотрев которые родители смогли бы их у себя дома повторить. Конечно же, это вариант более сложный для педагога, но более легкий для родителя. Запуская этот проект, я ставила перед собой несколько задач, ну и, на мой взгляд, в общем-то, самым важным условием это активизировать педагогов, потому что педагоги вот в этот именно период не очень охотно идут на контакт, на взаимодействие именно с семьями. На мой взгляд, самым важным условием здесь было присутствие, вот для девочек я пыталась донести, своего родного живого воспитателя, потому что в интернете действительно материалов различных очень много, но своего родного воспитателя нет. А детям это дает, ну, как общение с мамой, да, также и с воспитателем. Они настолько уже к нему привыкли, как будто бы он ходит в детский сад. И родители смогли вот как раз увидеть своего специалиста, своего воспитателя, увидеть воспитателя другой группы, посмотреть, как он работает, оценить их и чему-то научиться. Сначала была мысль такая создать это все в онлайн, тоже чтобы было живое общение с родителями. Ну, было достаточно много сложностей. Тут надо и о времени договориться, и у нас сейчас у многих ведь по нескольку детей, и обучение идет, компьютер постоянно занят, поэтому это было очень сложно. И тогда мы перешли вот записывать к офлайну. К этим занятиям я постаралась привлечь, в общем-то, мне никто не отказал, и музыкального руководителя, и инструктора по физкультуре, и психолога. И все началось с того, если начинать с самого начала, что изначально, конечно же, я, может, правильно, может, неправильно, предлагала темы занятий,
прям по телефону рассказывала, что мы будем записывать, как вы будете записывать, что вы будете делать. Воспитатели у нас опирались на тематику своих недель, у них у всех все это есть, чтобы как-то немножечко приблизиться к своей программе и ее осуществить. На методические разработки теремка. Но, тем не менее, все мы были выведены из зоны психологического комфорта, и по роликам вы увидите, что воспитатели не очень уютно себя перед камерой сначала чувствовали, но потом я вижу, что привыкли, и некоторым даже прям вот видно, что это уже понравилось. Отснятые материалы мы размещаем на сайте детского сада. Специально создали такую вкладочку «Сидим и играем дома вместе». Вот. Воспитатели дошкольных групп чуть позднее присоединились к нашему вот этому проекту. Но на сегодняшний день участвуют вообще все педагоги детского сада. Нас их 29, только один воспитатель отказался от этого участия, а так участвуют все. И, конечно же, самым важным, это, как вы, вот, Татьяна Валерьяновна, говорили, это обратная связь. После каждого занятия, каждого выложенного нами ролика, удачного, неудачного, тут я с вами согласна по замечаниям, которые есть. Какую-то часть замечаний, конечно же, я принимаю и на свой счет. Но мы, в общем-то, обратную связь получаем. Я здесь приготовила несколько маленьких, очень буквально, прям по полминуточки роликов, как родители или воспитатели вот занимаются. Например, рисование манкой. Не знаю, идет, не идет. Нажмите, в серединочку нажмите, Ольга, вот сюда. Куда? Сюда? Да? Сюда? Ну, позвольте, я это сделаю. Давайте. Здравствуйте, молодежь. Сегодня мы с Тимофеем будем пробовать рисовать манкой по подносу и по листочку. Вот темный лист бумаги у нас. Здравствуйте, молодежь. Сегодня мы с Тимофеем будем пробовать рисовать манкой по подносу и по листочку. Вот темный лист бумаги у нас. Манка. Мышка? Ты нарисовала мышку? Ой, как красиво. Еще что-нибудь? Так, хорошо. И вот родители тоже выслали, как они дома рисовали, как они работали с манкой. Тут, видите, участвуют и папы, потом будут и мамы, и все. Также педагог предложила изготовить к Пасхе пасхальную открытку. Материал, конечно же, для работы брали все то, что есть дома. Сразу предлагали, если чего-то нет, чем можно заменить. Огромный интерес вызвало занятие. Вот я вижу просто это по откликам, которые родители писали, и по количеству фотографий, которые вот были именно с этим. Это лепка ежика из соленого теста. Я вот теперь тоже все это я сделала как бы маленькими роликами. Но теперь даже я не понимаю, в какую серединку надо это нажать. Сейчас просто ролики наверху во вкладочке отыщите, наверху где. Да, все. И теперь... Вот я его отыскала. Я помогу вам, помогу. А вот у меня не запускается. Я помогу. Вот тут видно в этом ролике, что, конечно же, предлагается и выбор материала, как вот все как должно быть, да, поддерживается инициатива, можно сделать колючки и из макарон, и из зубочисток, и из спичек. Также вот и на фотографиях вы потом увидите, что именно это все использовалось, и семечки, и все прочее. Так, ну давайте вернемся к презентации. Вот они на фотографиях здесь, где-то и с макаронами, и со спичками, и с семечками. Следующее, на мой взгляд, интересное достаточно было мероприятие. Вот как многие говорили, что записывают флешмобы по здоровому образу жизни, по танцам. У нас тоже инструктор по физкультуре сделала запись, конечно же, для детей более старшего возраста предназначалась. Но я поняла, что это вообще реально для всех, и мы стали ее использовать и с малышами. Там именно физминутки со всей семьей, где включается и мама, и папа, и ребенок. Вот так. Запустить презентацию. Все, я запустила. Вы там сделаете что-нибудь еще.
там папа появился? Всё, да? Я вот, к сожалению, не вижу, что у вас там идет вообще. Без этого. Так, ну, вот очень интересная тоже вещь. Ну уж не будем, наверное, я не знаю, запускать ролик. У нас воспитатель тоже поприсутствовал на мастер-классе Елены Евгеньевны. Ей очень заразилось вот рисование жидким тестом, ей очень понравилось. И тоже провела такое мероприятие, занятие с детьми. Рисовали солнышко, кактус. И вот на фотографиях вы это видите. В одной семье несколько детей, вот и там, видите, семья с 2 детьми, по крайней мере. Что эти мастерские могут быть использованы для детей разного возраста, хоть для малышей, хоть для больших. Не обошли мы стороной, уж не будем ролики запускать, и самых-самых маленьких. Это дети, которые только пришли у нас в детский сад в этом году, дети 2-го года жизни. Для них их воспитатели подготовили такие, как и пальчиковые игры, и умение раскладывать логические цепочки, и задания на память, и на мышление. Ну и, конечно же, фотографии, отзывы – это является положительной оценкой их труда. Так, ну и вот тут несколько занятий, прям чисто-чисто по теремку было снято, сделано. Это пластилинография, и у нее там, я их назвала сухая аппликация. Ну давайте вот одну какую-нибудь сейчас просто включим. Обязательно, включайте. Так. Сейчас найду тут, где у меня. Вот они, ладошки. Прям тоже кусочек минутка буквально. Помогу. То есть они вырезали по трафарету и руки и стопы вырезали из цветного картона ладони со стопочками, и уже были предложены сделать им разные фигурки. Кто-то делал солнышко, кто-то бабочку. Прекрасно. Да, и это занятие вот только-только было снято, то есть на сайте оно уже появилось, но обратной связи у нас фотографии от родителей и записи ничего нет, потому что это совершенно свежий такой материал. Также, ну, фотографии есть, сделаны уже, это делали к 9 мая, уже начинают делать салют. Тоже по программе «Теремок», конечно, это целенаправленно. Интересное задание у нас подготовил психолог. «Угадай эмоцию». Оно тоже было рассчитано, в общем-то, на детей средней и старшей группы. Но вы видите, так как все это публикую на сайте, имеют родители возможность всех возрастов это использовать. И вот совсем малышок, он тоже угадывал, играл в эту игру «Угадай эмоцию», их изображал, а родители шикарно, просто шикарно фотографировали. Музыкальный руководитель тоже подключился. Ну, я, может быть, где-то директивным методом, конечно, вот. Но подключились все. Делали не только для больших детей, с которыми работают, я сказала, обязательно делаем для малышей, для нашего теремка, вот хоть как хотите. Поэтому тоже были записаны такие занятия, где дети играли и на кастрюле стучали, и ложки, и различные песенки пропевали. Ну, уделили внимание, в общем-то, мы этому тоже много. Был еще один такой момент, который задавали родители, вот я слышу, и у всех это звучало, вопрос прогулки. Конечно, это беда, когда дети лишены прогулки, поэтому выходят все гулять на балкон. А что греха таить, мы все знаем, что балкон – это склад очень-очень нужных вещей, которые выбросить никто не может, поэтому порой там не развернуться. И поэтому мы решили уже придумать, какие игры можно играть с детьми на балконе, как их безопасно там занять. Ну что, еще ролик включим, да? Конечно, включайте, да, включайте. Включайте, пожалуйста. Интересно очень. Ну, вот. Давайте, это тут моя идея с куклой. Вы включите, Валерьяна? Включу. Вот, с куклой Машей мы выходили на балкон, и как-то тут, оказывается, и другие люди. Ну, понятно, идеи в воздухе витают. Мы тоже рисовали зубной пастой по стеклу. Звуки я везде убавила, чтобы было не громко, что они там говорили.
Вот. Рисовали и сразу же смотрели, наблюдали, рисовали. После этого рисования на стекле зубной пастой мы играли такие познавательные игры, тоже назови одним словом, обобщали предметы, на внимание, какой предмет спрятался. То есть такие игры помогли родителям использовать территорию балкона безопасно для ребенка и как-то разнообразно. В ответ на это мы получили такие отклики от родителей, как они гуляют на балконе. Кто-то устраивал там чуть ли не походы, чаепитие с железными кружками, с бутербродами, там, с машинами, поездками. Вот, в общем-то, обратная связь у нас была с балконом. Вот еще тоже одну игру прислали, как гуляет мальчик на балконе. Играет все. Все. Играет в игру «Чудесный листочек». Простая игра. Это наш, получается, видеоблогер Тимофей. Гуляет Тимофей, играет Тимофей, занимается, рисует. В общем, у нас такая звезда получилась. Маленькая. Ну ладно, вернемся. Дальше вот к этому. Ну, интересно, родителям очень понравилось. Я понимаю, что родителям всех возрастов, конечно же, очень нравятся опыты и эксперименты, которые можно проводить с детьми. Поэтому мы тоже снимали ролики с экспериментами, с опытами. К Пасхе вот опять же раскрашивали яйца. И я тогда выкладывала, как целая у нас семья, многодетная семья на Facebook, работают с яйцами, раскрашивают яйца. Давайте вот это взглянем. Потрясающе. Минуточка такая. Все, я включила. А теперь берите ватные палочки, макайте и точечками ставьте на яички. Нажимай. Это многодетная мама, наш повар. Вот она с ними берите выступает, макайте. Кому интересно, конечно, может полностью посмотреть этот ролик у нас там на Фейсбуке. Он... Нажимаем. Ролик я выставляла, да. Так, ну, что я хочу сказать, что мы... Так, далеко зашла. Стал еще такой вопрос, когда я посмотрела, что не все воспитатели действительно могут вести себя правильно во время записи этих занятий, не дают порой возможности ребенку, если они записывают что-то, и родители также не дают ребенку самому работать, самому действовать, играть, что-то делать. Они все стараются сделать за них. Сами рисуют, сами лепят. В общем, давай я тебе помогу, все целиком и полностью за тебя сделаю. Поэтому я вот поняла, что надо с родителями поговорить, в общем-то, на эту тему. Поэтому пришла такая идея записать материал именно для родителей. Не только для детей, вот, да, как мы сейчас все видели, а именно для родителей, чтобы им объяснить, как сделать игру, как материал для нее какой-то создать, для чего эта игра предназначена. И самое главное, научить, как играть с этими предметами. Поэтому я тоже записывала несколько видео, тут уже пришлось немножко самой, конечно, я еще тут. Включайте, да, у вас идея это очень хорошая. Так, ну вот кубики у нас были. Это как из простых кубиков, которые есть в каждой семье, можно создать развивающие кубики. Вот такие кубики у нас есть, конечно же, в детском саду, у всех есть, они готовы. Кубики Никитина, по-моему, называются. У меня это психологические кубики Коста. И вот как с этими кубиками можно играть? Что для этого делать? Здесь просто кусочек, а там дальше идет видео конкретно как кукла Маша строит и играет с этими кубиками. То есть какие можно задания предложить детям любого возраста, причем и 2-го года жизни, и 3-го, и вплоть до школы. С этими кубиками можно поиграть. Также этой теме мы сняли еще один небольшой ролик на развитие анализаторов.
Я вот опустила. Мгм. Вот. То есть родителям тоже важно понять, что нужно развивать у ребенка, для чего это нужно делать и с помощью чего. Поэтому тоже простые игры из подручных материалов, все, что есть у родителей, овощи, фрукты, там вареные продукты. Мы эту тему обсуждали, объясняли и показывали именно, как с этим действовать. Ну, вообще, я думаю, что такую форму работы, в общем-то, я ее буду дальше продвигать и использовать даже в мирное время. Возможно, она, скорее всего, даже где-то потеснит вот эти очные у нас встречи с родителями, консультации, потому что в таком режиме родителям в любое время, ну, они могут выбрать любое удобное для них время и просмотреть. То есть это будет, возможно, даже лучше. Создадим какую-нибудь рубрику «Делайте с нами» или «Учитесь с нами», где будут вот эти пошаговые прям видео по использованию игр, по созданию игр. Ну, вообще мы сняли, конечно, много роликов и с опытами, и с танцами, и с рисованием, и как изготовить пластилин дома, и слайм дома. То есть и для больших, и для маленьких. Родители, я уже сказала, да, высылали нам, сейчас идет презентация, высылали свои отзывы. Но вообще девочки наши воспитатели, они, конечно же, дублируют весь этот материал, который выставляют, я выставляю на сайте, они дублируют в своих группах. Ну, я вот такая противная, что я как бы не очень поддерживаю эту их идею по двум причинам. Что, выйдя на сайт, родители смогут увидеть больший объем информации, чем воспитатель выставит в своей группе, только свое, да, свой материал, свой маленький кусочек. И могут найти много полезной информации для разновозрастных детей, которые у них есть в семье. И второй, конечно, ну, на мой взгляд, в общем-то, важный, это поднять посещаемость сайта, то есть сформировать у родителей привычку, уже как вот привычку настоящую, заходить на сайт и искать там правильную, полезную информацию. Как нам сейчас говорят, да, про коронавирус. Ищите, смотрите только на проверенных сайтах, никаких фейковых. Вот здесь то же самое. Все, что хорошее, вы можете увидеть только у нас на нашем сайте. Мы его делаем, а для кого непонятно. Вот. Ну и тут мы можем отследить. Вот я говорю, за это время, вот сейчас цифры сами за себя говорят. Я просто была удивлена, когда сегодня с утра вот эту аналитику взяла, что более 3000 посещений меньше, чем за месяц. То есть вот вам, пожалуйста, обратная связь. Да, если обычно там в месяц 5, ну 10 человек заходит на сайт, то сейчас 3000, это, в общем-то, ну, шикарный показатель. Ну, для меня. Может быть, у вас это более все круто, чем у нас. Ну, в общем-то, мы также проводим педсовет, провели в онлайн-режиме и мастер-класс для воспитателей. Ну и, конечно же, я думаю, эту форму мы оставим. Я все это у вас послушала, кто что хорошего говорил. Возьмем себе на заметку. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. Вы слышите, видите? Или вы меня видите, да? Да. Хорошо. Да. Спасибо вам, Ольга Владимировна, огромное, потому что опыт у вас очень интересный. Он, правда, меня он пленил, знаете, чем? Тем, что вы записываете шикарные, просто педагогически целесообразные, обоснованные вот идеи свои в виде вот своих каких-то таких, я даже не знаю, как это назвать, обучающих роликов для родителей. Они вообще шикарные, вот, которые вы даете. В виде того, что вы берете программу «Теремок» и программное это содержание предлагаете именно для родителей. То есть как бы вы их научаете вот постепенно, пошагово. Это здорово, это замечательно. Прям, знаете, вот этапность такую даете. Поэтому это, когда вот мы с вами еще общаемся в рамках нашего Фейсбука, меня это просто, ну, очаровывает. И я знаю, что у вас есть личный канал на YouTube, где вы размещаете свои ролики. И Пришлось. Да. И вот обращаясь ко всем, уважаемые коллеги, можно заходить на сайт детского сада номер 69. У вас, Ольга Владимировна, правильно, есть там вкладка отдельная, апробация программы «Теремок», да? Так? У нас там не теремок, вот сейчас там теремок тоже есть, но сейчас есть вкладка «Сидим и играем дома вместе». И вот там размещено 66 у нас там уже заданий записано, и логопедов, и всех. Ну вот эти мастер-классы именно от вас.
а не там, в этой вкладочке. Все там, Система, все да? там. Но Аня, правда, вот я Мгм. говорю, с точки зрения дошкольного такого педагогики, это очень хорошие вещи вы делаете. Правда, Ольга Владимировна, поэтому вы эту идею не оставляете. А то, что касается солирующей педагогики, ну, по отношению к детям раннего возраста, это может быть и оправдано. Поэтому это нормально, ну, не буквально слова мои воспринимаете, да? Вот, так что спасибо, правда, огромное. И вот эта вот статистика по сайту, по посещению, она хорошая. Вы очень хорошие вещи сказали, что если хочешь найти лучшее, заходи, допустим, сюда к нам. И я думаю, что мы обязательно что-то еще интересное с вами придумаем, но вот эту идею записи своих мастерских не оставляйте. Она, правда, интересная. И вот содержание по теремку всех программных комплектов тоже, потому что там же много всего интересного. Играем с куклой, да? Родители надо учить. Потом вот эта идея, знаете, мне еще у вас лично очень понравилась идея, такую сразу я вам обратную связь даю, то, что родители сами записывают, как они это делают с детьми. То есть, получается, вы им даете, например, как рисовать там на мамке, как ежика лепить, как там, что там, яйца, ну, что-то там, какие-то вещи по теремку. И, получается, родитель записывает, как он это сделал, и он, получается, уже отдает вам. И вы уже можете смотреть и поправлять, да, что, например, здесь можно было сделать так. Или лучше, ну, формулировка такая, лучше. Да, рекомендовать Здорово, что-то. здорово, молодцы. Уважаемые коллеги, наши, кто спикеры, если кто сейчас на связи, как-то выйдите, пожалуйста, в эфир, может быть, дадите какую-то обратную связь, кто вот может говорить. Это 20-й детский сад, кто там, Елена Сергеевна, 7-й детский сад, вот именно на опыт Ухты, потому что ухтинцы у нас сейчас первый раз к нам подключаются. Вот, Наталья Владимировна, может быть, какую-то реплику можете прокомментировать то, что вы сейчас услышали у Ольги Владимировны? Очень интересно, знаете, очень приятно, когда взаимодействует вот такое тесное и доброе, и мягкое отношение с родителями. Все ненавязчиво, и все как бы вот в такой доступной форме. И видно, что родители, как хорошо реагируют родители на вот призывы воспитателей, потому что инициатива воспитателя, она все равно должна быть. И роли педагога никто еще как бы не отменял, как педагога, да, какой-то в мире. Поэтому очень приятно и очень интересно. Я думаю, что мы тоже какие-то идеи подхватим и будем тоже воплощать в нашей работе. Спасибо, Наталья Владимировна. Елена Сергеевна. Знаете, недавно где-то в группе ВКонтакте прочитала такую реплику от родителей. Когда же уже откроются детские сады? Я не знаю, что делать с собственным ребенком. Так вот, такие мастер-классы, такие мастерские как раз и помогают родителям научиться взаимодействовать с собственными детьми. Хорошо, спасибо, уважаемые коллеги. Поэтому спасибо, да. Елене Сергеевне можно отключиться сейчас, потому что Наталья Владимировна у нас будет дальше говорить. Ольга Владимировна, дорогая, и сейчас кто-то еще подключается, наверное, 7-й детский сад у нас, наверное, выходит на связь. Не могу пока понять. Но пока нету. Если что, коллеги, потом, как бы скажут. Ольга Владимировна, спасибо вам огромное. Все, продолжаем. Коллективу вашему огромное спасибо, вашим коллегам, воспитателям. Пусть поддерживают вас во всем, потому что вы замечательный старший воспитатель. Так что вперед, и вместе все у вас получится только вместе. Хорошо? Спасибо вам огромное. Спасибо, до свидания. Но мы еще не прощаемся, еще увидимся с вами в конце. Поэтому спасибо. Теперь мы передаем дальше, у нас такой марафон, прямо, знаете, готовых решений, интересных, разных. Мы передаем слово, опять возвращаемся в город Усинск. Это Наталья Владимировна Домаркова. Это учитель логопед детского сада номер 20 и по совместительству, я бы так сказала, победитель в одной из номинаций республиканского конкурса «Воспитатель года». Наталья Владимировна, какого, 18, да? Да, 18. Вот, поэтому Наталья Владимировна сейчас тоже решение команды своего детского сада представит. Единственное, только пожелание, Наталья Владимировна, дорогая, немножко поближе к микрофону. Хорошо? Попробуем. Все. Вот так слышно. лучше слышно, да, лучше слышно. Поэтому я отключаюсь. Я думаю, что вы прекрасно справитесь. Усинску слово. Спасибо большое. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно всех видеть. Приятно смотреть, как работают сейчас педагоги в столь непростое время, какие они открытые, какие они эмоциональные. Ну, конечно, в свою очередь мы тоже хотим поделиться теми наработками, может быть, они не такие большие еще, наверное, они будут и лучше, и ярче в дальнейшем. И также я буду сегодня рассказывать о том, как в условиях вынужденной самоизоляции мы общаемся с нашими воспитанниками, с их родителями, через какие формы мы это делаем, через какие виды деятельности, как мы учитываем инициативу детей, родителей и, конечно же, тоже педагогов.
на мой взгляд, сейчас дети находятся, так, что-то слайд не конечно, в условиях дефицита коммуникативного общения. Конечно, им есть с кем поговорить. Дома любимая мама и любимый папа, возможно, есть старшие братья или сестры. Но вот нет того детского сообщества, нет сверстников, с которыми, будучи в условиях детского сада, дети находили уникальные темы для общения, темы для бесед, разыгрывались какие-то совместные игровые ситуации, обсуждались интересные идеи, события, происходил обмен новостями. И поэтому мы, как педагоги, стараемся разнообразить домашнюю жизнь детей, сделав ее более интересной, увлекательной и продуктивной, более занимательной через различные мастер-классы, через онлайн-игры, какие-то мастерские, совместные физкульт-минутки, совместные флешмобы, творческие сочинялки. В общем, стараемся, чтобы жизнь наших детей была игровой и разнообразной. Вот, например, я немножко расскажу о своем опыте работы. Общаясь с родителями в дистанционном режиме, родилась вот такая совместная идея создания цикла мини-передач, который содержит музыкальный компонент. В этом у меня есть уже постоянная соведущая. Вот я даже сюда сегодня в гости принесла. Это вот такая наша очаровательная мышка Нюша, которая уже очень полюбилась нашим ребятам. Они ее с нетерпением ждут в гостях у себя. Многие те речевые упражнения, которые я использую именно с музыкальным сопровождением, они ранее исходили из желания детей. Дело в том, что наши дошколята нашего детского сада очень любят этот музыкальный инструмент, замечательный русскую балалайку. Балалайка в нашем детском саду – это уже не гость, это уже постоянный наш житель, член нашего детского сада. Она присутствует и на праздниках различных, и в режимных моментах, особенно маленьких деток, малышей, и на логопедических занятиях. Поэтому сейчас уже балалайка пришла к ним в гости, пришла к ним домой и принесла с собой распевки на закрепление звуков, музыкальные игры, колыбельные песенки, загадки, потешки, частушки и многое другое. Но я вам хочу открыть секрет, что у мышки Нюши есть еще и друг. Зовут его мышонок Хрустик. И вот в ближайшее время наш мышонок Хрустик тоже придет к ребятам в гости со звуком «р», потому что он хрустит, грызет. А что еще он умеет делать, это, я думаю, поддержит инициативу наши ребята. А мы, в свою очередь, уже откликнемся на инициативу детей и посмотрим, что же предложат нам наши любимые наши дети, без которых мы очень и очень скучаем. Слушание детьми живой музыки у одних ребят... Так, сейчас ничего страшного назад. Вообще это очень полезно детям. У одних детей это снимается нервное напряжение, другие делаются более раскрепощенными. И иногда вот наши все музыкальные распевки, они направлены на то, чтобы ребенок раскрепостился и смог в какой-то момент сделать то, что он не может сделать, ну, допустим, без музыки. И чтобы не включать уже свой видеоролик, как это происходит, наверное, многие, может быть, уже видели видеоролик с балалайкой. Я просто сейчас возьму в руки музыкальный инструмент балалайку. И вместо частушки я вам сыграю музыкальную игру, которая уже, так сказать, действует. И мы уже с детьми играем через Skype. Может быть, и вы немножко отдохнете и посмотрите, каким образом музыкальный инструмент сочетается с мелкой моторикой руки и с речью, с активизацией речевого общения. Мак маковистый, тонкий волокнистый, как сеют мак, как сеют мак. И вот здесь детки показывают тонкими движениями. Вот эти пальчики мелко у нас работают. А вот это и вот так, а вот это и вот так сеют мак, мак маковистый, тонкий волокнистый, как растет мак. И наши детки показывают вот такими движениями.
как он вверх к солнышку поднимается, как цветочек раскрывается. А вот это и вот так, а вот это и вот так растет мак, так растет мак. Там дальше целая цепочка действий, в конце заканчивается самым вкусным. Как едят мак, детки показывают, кто булочку с маком, кто ложкой начинает мак кушать. Ну, это уже у кого какая фантазия и желание ребенка. Это пожалуйста. Дело в том, что вот такие маленькие песенки, зарисовочки, они служат как бы таким звеном, мостиком к дальнейшему творчеству детей. Так произошло со следующим сюжетом. Был запущен ролик «Песенка о веселом ежике в лесу», о его приключениях. И в ответ ребята нам прислали и рисунки, и поделки, и всякие размышлялки, сочинялки. Вот сейчас мы хотим такую песенку, они стали петь эту песенку, закрепляя звуки, и сразу вот целый концертный номер получился. Вот, пожалуйста. Нам очень понравилась ваша песенка, мы сейчас ее споем, а потом нарисуем рисунок ежика. Маленький ежик. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Нам очень понравилась наша Верочка, ваша наша песенка, звездочка мы маленькая, сейчас ее споем, артистка. а потом нарисуем рисунок ежика. Маленький ежик, четвероножек, ежик по лесу идет, песенку поет. Фуф-ты, 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 фу, на себе листок несу, самый сильный я в лесу, но боюсь одну лису. Маленький ежик, четвероножек, ежик по лесу идет, песенку поет. Фуф-ты, 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 фу, на себе. Ну, вот таким образом детки присылают вот такая обратная связь. Присылают нам свои замечательные концертные номера. Маленький ежик. Ну, несомненно, для нас, для каждого воспитанник нашего детского сада, для нас он самый любимый, самый умный, самый говорящий. Наверное, в этом плане мы не объективны, потому что мы, каждый любит своего ребенка, своего воспитанника, вот больше всего на свете. Поэтому был вот родители, знаете, это тоже вышло от детей. Сейчас в сложившейся обстановке мы очень часто слышим президента нашего с обращениями по телевизору. И вот один ребенок, что такое президент, он решил рассказать, кто такой президент. И вот так интересно получилось, что у нас запустилась рубрика «Говорялки, объяснялки, размышлялки». Ну, и не только кто такой президент, у нас много было интересных моментов, которые тоже вот ребята нам с удовольствием прислали, мы послушали. Это было очень интересно, это развивает и речь детей, их коммуникативные свойства, чему мы, конечно, очень рады. Наши дети также, да мы знаем, что все дети, они великие фантазеры, они любят сочинять, они любят придумывать. И вот очередной посыл был от родителей, что дети фантазируют, сочиняют. Сказка, рассказка, тигренок и свинка. Наш педагог педагог-психолог Мария Александровна подхватила эту идею и со своей дочкой Златой начали сказку. Сказку только начали, запустили ее и дальше подхватила один ребенок, следующий. Вот и покатилась наша сказка, рассказка, как паровозик. Замечательно получился такой проект. У нас есть видео, если нужно будет, мы потом в конце его подключим, да, в конце выступления мы покажем. Не менее интересной формой взаимодействия стали интересные мастер-классы от наших педагогов. Но они были посвящены и событийным мероприятиям, событийному календарю. Это к Пасхе вот делали у нас, Александра Ивановна делала пасхальную неваляшку. Была Лариса Елисеевна тоже такой рождественский красивый желтый цыпленочек у нас был замечательный. Елена Сагитовна
рассказала ребятам, как можно через трубочку рисовать, вот такая необычная техника рисования. И Эльвира Таймасхановна со своей дочкой сделали, думаю, такой мастер-класс, как сделать домашний пластилин. В домашних условиях из теста сделать пластилин, из которого ребята также лепили свои поделки, и мы их с удовольствием увидели в качестве фотографий, которые присылают нам наши родители. Есть у нас также мастер-класс по игре с сыпучими продуктами, по развитию мелкой моторики руки от нашего педагога-психолога. Вот мы, наверное, его сейчас сразу запустим. Он получился тоже в ответ на это. Родители уже свои предложения высказали, как можно использовать не только манку, но и различные крупы дома, в домашних условиях. Посмотрите, пожалуйста. Вот это самые маленькие наши детки, самые-самые крохотные. По-моему, изюм пошел в ход у нас. Ну, отрадно очень отметить, что несмотря на самоизоляцию, наши дети не хотят быть оторванными от городских мероприятий, которые уже стали в нашем городе традиционные. То есть они участвуют в различных конкурсах, в частности, вот в конкурсе чтецов. Сейчас они у нас с удовольствием готовятся к выступлению, будет проходить конкурс по стихам Берестова. Поэтому вот сейчас тоже вашему вниманию, как это происходит дома, как наши ребята готовятся, мы можем посмотреть. Исполняет Вера Павловна. Был кошка сын прием. И котенок, щенок. Валентин Берестов. Кошкин щенок. Исполняет Вера Павловна. Был кошки сын приемный. Не котенок, а щенок. Очень милый, очень скромный, очень ласковый сынок. Без воды и без мочала кошка сына умывала. Вместо губки, вместо мыла язычком сынок. Ну, вот таким образом они тоже присылают нам видеоролики. Все с нетерпением ждут, когда уже состоится конкурс, и с удовольствием тоже будут участвовать в нем. В заключение своего выступления несколько слов хочу сказать о работе специалистов нашего консультационного центра «Окно добра». Конечно, в режиме самоизоляции помощь родителям
Да, помощь родителям происходит только в онлайн-режиме. Мы выходим на связь с ними, причем мы выходим на связь с родителями, дети, которых не посещают детский сад, то есть они даже не зачислены в детский сад. В этом нам в свое время очень помогла детская поликлиника, мы обладаем всеми данными, у нас есть база данных таких деток, у которых 2 месяца и 3, совсем маленькие. Родители очень ценят наше такое внимание к ним, всегда очень удивляется, может, такие маленькие, а вы уже нас знаете. Говорю, конечно, мы вас знаем, мы вас уже любим и уже ждем в нашем детском саду. Поэтому все вопросы, которые возникают у родителей, мы стараемся освещать. Это и педагог-психолог, и учитель-логопед, и наши старшие воспитатели, заведующие. То есть все вопросы, которые самые разноплановые родители наши получают. Мы думаем, что они ни в коей мере не обделены этой информацией. Вся информация есть у нас на сайте, они всегда заходят и интересуются, и могут получить квалифицированную и доступную помощь. Ну вот так, уважаемые коллеги, вкратце я рассказала, как мы общаемся с нашими родителями. Мы думаем, что формы общения наши будут в дальнейшем разнообразиться, будут более разноплановые. Конечно, мы будем стараться учитывать инициативы детей, исходить из инициатив детей и родителей. Будем запускать какие-то новые проекты, основываясь на их желаниях. Вот таким образом, думаю, что мы будем с вами тесно сотрудничать, и всем будет приятно друг друга видеть и общаться, и получать взаимную пользу. Спасибо огромное, Наталья Владимировна. Замечательно. И такое, знаете, у вас прям живое выступление с тем. Живая музыка, она всегда, конечно, очень приятна, поэтому не оставляйте. Пусть именно что-то будет связано с музыкальными инструментами, с настоящими, с живыми. Я не знаю, что вы там придумаете, концерты, еще что-то, но именно с тем, чтобы дети наши с живыми инструментами могли поиграть. Это будет вообще великолепно. Наталья Владимировна, я только для уточнения. На прошлой неделе команда вашего детского сада уже выступала, уже нам давала колоссальное, потрясающее количество идей всевозможных, да, вы фонтанируете просто ими. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем вы сейчас нам рассказывали, это я для себя хочу уточнить, это вы сделали за последнюю неделю или это получается вот еще, вот, ну, когда с началом апреля? Ну вот с ежиком это мой второй был, значит, выпуск, да, мы тут нарисовали эти проекты ежики и все остальное. Потом у нас, по-моему, в эту неделю появилось и по сыпучим продуктам. Да, то есть мы не стали физкультурные моменты озвучивать, потому что мы их уже показали ранее, да, музыкальные какие-то моменты тоже ранее показали. Поэтому новые серии запускаются, да, то есть вперед идет на новую неделю. Потрясающе, нет, правда, потрясающе, молодцы. И вот я настолько рада, знаете, я вот смотрю на вас, ну, в прошлый раз я смотрела на наши площадки, сейчас я смотрю на вас. Вот программа вдохновения, это и есть программа вдохновения. Вдохновленные педагоги вдохновляют родителей, вдохновляют детей, да. Программа «Теремок» – это и есть программа «Теремок», когда вот эта самоценность дошкольного детства, раннего детства, она настолько вот культивируется абсолютно во всем. И вот такие вы, ну, правда, очень-очень замечательная. Поэтому тоже желаем больших вам успехов. Я знаю, что рядом с вами там и Наталья Васильевна, и Галина Анатольевна, и Лира Рауповна. Поэтому всем тоже большое спасибо. И, Наталья Владимировна, скажите, сейчас, пока я вас слушала, вот я еще больше убеждаюсь в той идее, что все-таки нам надо делать какую-то открытую площадку именно хороших специалистов, высококвалифицированных специалистов, например, такой, как вы, чтобы тот опыт, который есть у вас, он мог быть доступен не только детям вашего детского сада, а, допустим, детям там из любого села, из любого города, республики, такая серия как бы обучающих вещей. Мы попробуем это сделать, подумаем над такой какой-то, над каким-то, чтобы вот наши классные специалисты, они действительно были в доступе для всех. Подумаем? Одобряете? Одобряем. Хорошо, все. Спасибо вам огромное, Усинск, не уходите. Сейчас у нас Елена Сергеевна еще, поэтому все вместе, раз все вместе до конца, поэтому огромное спасибо. Елена Сергеевна, дорогая Боровченко, можно ли вас увидеть, услышать? Вы у нас спикер в завершении, поэтому те моменты, о которых вы хотите говорить, вы считаете нужным, Елена Сергеевна, вижу вас, пожалуйста, нас как бы, подвиньте еще дальше, не знаю, озадачьте, как это сделать. Поэтому, пожалуйста, Елена Сергеевна, вам слово. Здравствуйте все, я очень рада всех слышать. На самом деле опыт колоссальный, опыт огромный, и я думаю, что это не сиюминутно, это то, что нам пригодится и дальше.
Я не знаю, стоит ли сейчас говорить что-то об опыте нашего детского сада. Довольно много я уже говорила об этом, и это не ограничится 10 минутами. Знаете, вот какой вопрос возник, и я попытаюсь сейчас, может быть, задать его вам. Хорошо было бы, если бы получила сообщение, ну, давайте так вот. Я вот сейчас слушаю, мы на самом деле большие молодцы, мы на самом деле очень много даем родителям каких-то навыков практических, как я уже сказала ранее, в общении с собственными детьми, которых они сейчас, может быть, для себя открывают. Так сложилось, что на самом деле очень многие родители своих детей совершенно не знают, и сейчас, находясь с ними дома, они их открывают для себя. И вот мы столкнулись, я не знаю, как вы, но мы столкнулись именно с тем, что наши родители готовы выполнять наши рекомендации, наши задания, а вот понять ценность именно того, что они сейчас находятся дома, готовы не все. Нет, есть, конечно, такие уникальные родители, и они, я думаю, есть в каждом детском саду, которые понимают, что ценность этого времени именно в том, что дети получили сейчас такой запас самого необходимого, что нужно было им в детском саду. Я сейчас говорю о детской игре. Ведь самое важное для того, чтобы началась детская игра, что? Время. Вот сейчас наши дети получили это время, и очень хочется, чтобы они его использовали для того, чтобы развернуть эту игру, для того, чтобы начать фонтанировать идеями, для того, чтобы они получили возможность развиваться. Когда мы говорим, что игра – это ведущий вид деятельности, чего уж греха таить, многие педагоги и почти все родители думают о том, что достаточно организовать игровое занятие для того, чтобы дети сразу поняли, что мы им хотим объяснить. Но на самом деле тут совершенно по-другому нужно развернуть вопрос. На самом деле нужно говорить о том, что в ходе вот такой игры дети учатся всему. Они учатся жизни, они примеряют на себя нашу взрослую жизнь, делают какие-то выводы для себя, учатся какой-то мобильности, креативности, находчивости. Вот это самое важное. И об этом сейчас хотелось бы поговорить. Времени, конечно, очень мало, но я хотела бы обратить внимание на то, что мы сейчас пытаемся сделать. Мы хотим донести до родителей ценность именно вот этого. То есть каждый раз, когда родители готовы делиться с нами детскими находками, мы превозносим их до небес, потому что именно это самое ценное. И знаете, на что я обратила внимание? Это свойство моей профессии – наблюдать, делать какие-то выводы. То, что вот к концу той недели, пасхальные вот эти вот праздники, подготовка к пасхальной неделе вот этой вот, она была какой-то лакмусовой бумажкой. Родители сейчас то ли от усталости, то ли от того, что они уже приняли эту ситуацию так, как есть, они отпустили детей. И вот больше начинают фонтанировать собственными личными идеями. У нас девочки устраивают, значит, примеряют на себя профессии, устраивают там свои салоны красоты. Мы очень рады, когда семьи делятся вот практически срезом целого дня с нами. У нас есть такие замечательные семьи, которые готовы этим делиться, да. И мы показываем это все, мы рассказываем, как это здорово, когда дома папа, когда он может сделать то-то и то-то. Как хорошо, когда у детей есть доступ, допустим, к маминой кухне, если вы убрали самые опасные предметы, и он там разыгрался. Мы всегда приветствуем любые проявления интереса детей к чему-нибудь. Мы пытаемся объяснить, для какого возраста что является самым ценным. То есть мы пытаемся возродить детскую игру именно в том виде, в котором она должна быть. Есть такие замечательные у нас уже просто находки, которые мы очень любим, да. Сначала у нас родители пытались детей чему-то учить, когда они их отпустили, оказалось, что дети нас уже могут многому учить, да. Вот, допустим, Никита у нас сам научился шить. Опыт потрясающий, оказался большое подспорье мамы, у которой в семье еще один маленький ребенок непоседа.
Тот же Никита, вот недавно у него был бумажный день, да, то есть он исследовал, сначала он с бабушкой делал кораблики, а потом его бумага настолько увлекла, что он придумал себе игру на целый день. Вот таких вот маленьких детских авторских проектов у нас уже несчетное количество. И, конечно, мы любим, когда у нас появляются папы, когда они готовы поделиться своими фотографиями, своими какими-то находками. Потому что папа – это такая вот точка в семье, это такая, знаете, вот крыша над домом, которая всех оберегает, которая всех успокаивает. Даже фотографии, когда смотришь на них, они веют каким-то покоем и умиротворением, вот эти вот именно фотографии, на которых есть папа. Это то, что касается детской игры, то, что мы сейчас поняли, и то, что мы хотим сейчас донести до родителей. Есть еще один аспект, на который мы пытаемся обратить внимание, пока только вот подспудно, это то, что за детской игрой, за детской деятельностью неорганизованной нужно наблюдать. Нужно наблюдать, чтобы понять, что интересно вашему ребенку, чему он уже готов научиться. Наблюдать – это самое сложное. Наблюдать, не делая выводы, а просто вот сначала понять собственного ребенка. Вот когда мы выкладываем какие-то фотографии, да, какие-то видео, всегда есть небольшая такая ремарочка, которая говорит о том, что цель, чтобы, может быть, родители посмотрели на это с другой стороны. А кто-то другой, посмотрев это видео, научился чему-то и сделал свои собственные выводы. Это то, что касается детской игры. И потом сегодня Татьяна Валерьяновна задала вот такой вот тон небольшой, потому что был вопрос, как стоит ли заставлять педагогов работать вот в таком онлайн-режиме. Я не знаю. Честно не знаю, потому что из нашего опыта полную отдачу мы получаем от тех, кто готов это делать. И есть ли смысл, не знаю, пока не могу сказать. Тем более, что наши педагоги выбрали для себя разные формы. Кто-то записывает занятия, кто-то очень тесно, очень плотно работает с семьями и с детьми, в Вайбере, в Скайпе, ну, то есть не вынося себя, свою личность вот публично, но тем не менее мы получаем от этих педагогов и от тех детей, с которыми они работают, шикарные результаты. Поэтому я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Наверное, это выбор каждого. Наверное, к этому каждый должен быть готов, должен прийти лично. Поэтому я не знаю, Татьяна Валерьяновна, это то, что я хотела сказать. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Вы у нас, как всегда, знаете, подхватываете, так очень хорошо расставляете акценты, поэтому нет, конечно, я восхищаюсь вообще лично вами и тем, как вы вот с командой педагогов своего детского сада организуете работу не только сейчас, не только вот в это время. Просто мы и в прошлый раз с вами говорили, что сейчас время, когда очень многие люди проверяются. И поэтому вот та надежность, которая есть у вашего коллектива, та, знаете, вот какая-то фундаментальность, прочность, основа, которую, я не знаю, успокоение, умиротворение, которое вы даете семьям своего детского сада, ну, это правда, это вот выше, наверное, всяких похвал. Потому что детский сад, мне кажется, именно, я даже не знаю как, это второй член семьи, третий член семьи, четвертый, да? И поэтому вы такой член семьи, ваш детский сад, наверное, каждой семьи своих воспитанников. Поэтому спасибо вам огромное, Елена Сергеевна. И, уважаемые коллеги, пока не отключайтесь, Елена Сергеевна, ладно? Уважаемые коллеги, сразу же хочу сказать, что вот такие встречи, помимо идей, которая возникла только сегодня с тем, чтобы собрать лучших профессионалов на одной площадке, чтобы они были доступны всем детям, у нас еще в режиме самоизоляции родилась идея лучших наших педагогов, победителей республиканских конкурсов, а Елена Евгеньевна Карагулина, Елена Сергеевна Боровченко являются абсолютными победителями республиканского конкурса «Воспитатель года», просто разных лет, чтобы эти победители, уже имея тот опыт за плечами,
учителями, которые у них есть, чтобы они уже могли передавать этот опыт именно педагогам, профессиональному сообществу. Поэтому Елена Сергеевна у нас с понедельника, с 27 числа начинаются авторские такие, я не знаю даже, как это назвать, ну пусть занятия пока будут. Занятия там, где как раз пойдет разговор о том, как сохранить эмоциональное благополучие детей, да? Как взаимодействовать сегодня с родителями, как профессионально не сгореть любому педагогу. Поэтому там просто будет все очень подольше, помного, да, интереснее я в плане того, что можно подробно какие-то вещи рассмотреть. Поэтому это все будет, и я думаю, что тоже мы будем все эти вещи продолжать. Поэтому, Лена Сергеевна, правда, огромное вам спасибо. Не знаю, вот какая-то такое у вас очень есть хорошая чуткость, наверное, чуткость и сочувствие по отношению к любому человеку. А это сейчас очень-очень ценно. Поэтому спасибо огромное. Уважаемые коллеги, я прошу выйти всех на связь, кто с нами. Снова, пожалуйста, выйдите на связь. Елена Сергеевна здесь, Елена Евгеньевна, Ольга Владимировна, Наталья Владимировна, Ольга Григорьевна. Да, Ольгу Владимировну еще пока не видим, Елену нашу, Евгению Карагулину. Да, пожалуйста, выйдите все на связь, чтобы и мы Ольгу Владимировну еще ждем. Нашу Ухту ждем. Ну, Ухты пока нету, где-то она немножечко у нас затерялась. Вот, дорогие коллеги, вот сейчас мы все видим друг друга. Мы с вами, нас видят те, кто нас слушал. Поэтому, конечно, это очень здорово. И вот я, пока вы говорили, запустила такой вопрос, что нужна ли еще встреча? То есть нужна ли именно такая встреча наших площадок для профессионального сообщества? И отклики идут действительно положительные. Поэтому я не знаю, о чем мы будем говорить с вами в третью встречу. Я даже не знаю, когда она состоится. Но я думаю, что то, что было запущено, оно обязательно воплотится. Те идеи, которые у вас будут, мы обязательно поддержим. И, возможно, из этих идей уже вырастут какие-то такие более глубокие, интересные проекты. Поэтому я от всей души вас благодарю каждого, кто сегодня, Елена Евгеньевна, Наталья Владимировна, я вас прям перечисляю, потому что я вижу, да, Ольга Григорьевна и Фируза, Елена Сергеевна и Ольга Владимировна Ухта. Спасибо вам огромное. Просто вот человеческое большое спасибо. Всегда ценим, всегда любим, вы это прекрасно знаете. Поэтому всегда поддержим, всегда рады общению, всегда рядом и всегда, наверное, такие же надежные, как вы. Поэтому спасибо. Коллеги, спасибо всем, кто нас слушал. У нас было практически постоянно более 400 человек, поэтому наше профессиональное сообщество Республики Коми, дошкольники наши, вы действительно самые лучшие, и просто знайте об этом. И то, что вы делаете, это нужно всем, нужно каждому, нужно тем, кто рядом с вами, кто сейчас вас видит, слышит, и не только сейчас. Поэтому давайте будем продолжать беречь друг друга, ценить. И спасибо всем огромное за работу. Спасибо, вот прям нижайший поклон. Все ваши предложения, идеи озвучивайте, пишите, звоните, делитесь. Ну, а мы дальше будем думать, да, коллеги? Как дальше интересно нам с вами строить нашу профессиональную жизнь, потому что, и еще раз обращаясь ко всем нашим слушателям, инновационные площадки – это немножечко другое, чем обычный детский сад. Инновационные площадки у нас, они такие лидеры, но и лидеров тоже надо иногда тоже как бы давать им направление. Поэтому я думаю, что всегда мы учимся друг у друга. Спасибо еще раз всем. На связи. Всех обнимаем, ценим. Усинску, Ухте, Сыктывкару. Большой привет. Все. До свидания. Все отключаемся. Спасибо. Все. Все, уважаемые коллеги, до свидания. На этом семинар закончен. До следующих наших встреч. Следите за всей информацией, которая у нас будет. Она всегда размещается на сайте нашего института, всегда размещается в нашей официальной группе на Фейсбуке, группа инновационных площадок. Ну и наши площадки вы уже знаете. Давайте, наверное, я еще раз озвучу наши инновационные площадки по Республике Коми. И, может быть, вы будете заходить на ресурсы друг друга, смотреть, общаться, выстраивать какие-то уже свои коммуникации очень интересные. Значит, в городе Воркута у нас работает
работают 4 детских сада, это 4 наши инновационные площадки. Один детский сад по апробации, номер 12, по апробации программы вдохновения. 3 детских сада, номер 17, я их наизусть знаю, номер 17, номер 26, номер 33 города Воркуты работают по апробации новой программы «Теремок» для детей раннего возраста. Город Усинск, у нас там 4 детских сада, 4 инновационные площадки. Это вы видели уже детский сад номер 7, Теремок, 12, 20, это программа вдохновения, прошу прощения, и еще 2 детских сада, номер 10 и номер 22, это детские сады по апробации абсолютно новой программы по STEM-образованию. Вот со STEM-овцами у нас пока немножко сейчас сложно, потому что по STEM-образованию там нужно специальное оборудование. В режиме самоизоляции этого оборудования у семей нету, и поэтому то оборудование, которое было закуплено детскими садами, STEM-лаборатории, соответственно, мы пока не можем показать, продумать, как это сделать, внести в семью. Но мы обязательно подумаем, я думаю, что наши STEM-овцы, они обязательно подключатся. Город Ухта, 2 детских сада у нас, это детский сад 8169 по апробации программы «Теремок», Карткировский район, детский сад номер 1 по апробации, села Карткирос по апробации программы «Теремок», город Емва, детский сад номер 8 по апробации программы «Теремок», город Сыктывкар, детский сад номер 38 по апробации программы «Вдохновение», и наши детские сады по апробации программы STEM-образования, это 68-й детский сад. Так, и STEM-овцы наши еще... забыла, честно говоря, но возвращаясь к Сыктывкару, и детские сады номер 29, 43, 89, 77, 106, 107 детский сад. Это наши детские сады по апробации программы «Теремок». Если кого-то я забыла назвать, просто простите, хотя мы всех очень помним и всех очень ценим. Поэтому спасибо еще раз всем огромное. Всего доброго. До свидания. Запись вебинара онлайн-семинара будет размещена на сайте нашего института уже завтра в новостях. Всего доброго, всем до свидания. Спасибо. Не слишком высоко? Нет, нормально.